Так, ну что, попробуем, попробуем. Сейчас попробуем. Так, ну пока еще никого не видно. Ага, 4 человека. Так, братцы, ну что там? Кто там на связи? Пишите. Слышно, не слышно? Видно, не видно? Вообще, новый телефон. Опять же, зайти. Во, все норм пишет, все понятно. Новый телефон, ребята, через VPN третий раз, короче, пробую. Плюсики пошли, все, братцы, все четко. Злюха, брат, спасибо, братва. Короче, что, залетел на стрим немножко, друзья. Сегодня день рождения у Дрюни. 32 года старичку уже исполнилось. Немножко, ребят, хотел пообщаться. Привет из Кирова. Киров, привет, ребята. Ну, все, понеслась вроде. Все, с днем рождения, Андрюха, с днем рождения, с днюха, все, братва, пошла. 143 человека, 12 лайков, четко, ребята, быстро. С днем рождения, Сергей Назыров, спасибо, ребята, все, понеслась. С днюхой, Мишка Демин, с днюхой, Сергей Франк, с днем рождения, Дрюня. Привет, Санханской области. Все, понеслась, ребята, все, четко. Так, ребята, пару часиков посидим, как и писал в сообществе, немножко хмельного. Привет, Чуваши, Дмитрий. Привет, ребята. С днем рождения. Спасибо, ребята, спасибо. В общем, что хочу сказать, никакого день рождения не отмечаю, ребята. Просто все так по-семейному. Визинга. Все, короче, ребята, все на связи. Поздравляю. Все, ребят, спасибо. Сегодня тоже куча поздравлений, ребята. Просто телефон целый день кипит. Айфон, да какой айфон, ребят? Нет, конечно. Второй телефон за полгода, ребята. Утопил очередной раз телефон. Был на сплаве, тут рядом с деревней. Короче, утопил там телефон. Вот взял сейчас. Только за тот кредит и заплатил. И, короче, пришлось взять другой телефон. Счастье. Спасибо, ребята. Спасибо. Чат очень быстро пишет, ребят, как рыбалка. Как рыбалка, ребята. Завтра вот именно сборы. Завтра еду к коллегу на кордон. Там будем отмечать день рождения, ребята. Все, понеслась. Спасибо, ребята. Я, короче, читать особо не смогу быстро, потому что 4 сообщения, они улетают. Еще раз говорю. С Ульяновска, Владимир, привет, родной. Спасибо. Короче, ребята, телефон на связи. Все звонят, пишут. И чат, возможно, будет теряться, короче, друзья. Так что, если что, колумбиец, здорово, ребята. Да, сегодня вот так. У нас наконец-то лето, друзья, второй день тепла, уже так 24 стоит. Наконец-то, ребята, более-менее погода. До этого, чтобы вы понимали, 8 днем, там что-то до 10, 2 ночью. Мы сейчас ездили с семьей, отдыхали. Просто печку брал, палаткой и топили печку. Ну, вот такое у нас пока лето, друзья. Все, ребята, всем спасибо, родные. Спасибо, братцы. И вот сегодня... Короче, телефон, ребят, разрывается. Там звонят, тут пишут. Короче, я прям не знаю, как буду стримить, потому что с телефона залетаю. Ну, Север же, да, Павел пишет. Ну, конечно, да. Ну, просто весна была очень хорошая, теплая. А так вот, бас, потом резко дожди, ливни и, короче, холодно. Вот второй день как тепло, ребята, на день рождения тепло. Прям четко. Я хочу, ребята, за вас выпить, за вас бокал пивка поднять. Отметить, как говорится, со своей семьей, со своей бандой, то бишь с вами. Никого не звал, друзья, ничего там не планировал. Вообще, как бы, чисто по-семейному, с Юрьевной. Я, кстати, нахожусь в беседке, ребят, у себя. Не у мамы, получается, а у себя. И здесь у нас тоже беседка, банька есть с Юрьевной. Мы здесь тоже небольшой участочек. Юрьевна там что-то высаживает, кстати, а я вот с вами залетел, короче, на стримчик, ребята. Сделаем подарок Андрюхе, 100 тысяч добьем. Прям сейчас. О, Даймир, здорово. Там, ребят, осталось, чтобы вы понимали, 114 человек. 114 человек осталось до 100 тысяч. До 100 тысяч, ребята. Прям АГГ. Я думал, буду отмечать на день рождения, но чуть-чуть не вывезли коляску. Ну, не суть, как бы, не суть. Два подарка, два праздника тоже нельзя. Так что красивые места у вас, Серега пишет. Места, ребята, природа, конечно, бомбезная, базара ноль. Места у нас очень красивые, согласен. Вот это 100%.
Так, что, немножко почитаем. Ребят, вот отвечаю, надо второго человека, чтобы за пультом сидел и читал. С днем рождения, Павел. Ну, оставлю как видео, там потом пообщаемся, ребят. А так чисто посидим, потарахтим. Сколько исполнилось? 32, ребят, старичок уже, борода седая. Так что все. Уже, ребят, стареем, не молодеем, 100%. Ну, чувствую, конечно, себя на 16, сами понимаете. На этой неделе точно будет. Ну да, Юрий, конечно. Мне кажется, завтра уже, послезавтра будет 100 тысяч, да. Так что, как бы, это небольшая моя победа. Я прям, ну, я шел к этому, как бы. Ну, понятно, что в этом нет ничего, ребят. Так просто для себя, как бы, чтобы вы там понимали, кнопки никакой не будет. Сейчас она не придет 100%. Ну и, в принципе, не суть. Не суть. С Нюхой. Все пацаны только с днем рождения, с днем рождения. Спасибо, пацаны, спасибо, родные. Очень приятно. Так немножко хотелось пообщаться, посидеть, потарахтеть. Завтра, ребята, еду на кордон, коллегу. Все уже с Коми рули. Привет из Сыктывкара. Юнусов Азамат. Сыктывкару привет. Республика Коми. Ты лучший. Сережа Сорокин. Спасибо, родной Серый. Спасибо, пацаны. Вот. Давайте на какие-нибудь... какие кнопки самое главное здоровье? Да, конечно, Евгений, поддерживаю вообще полностью. С днем рождения. 600 Джиксер какой-то. Андрей Вашкарин с днем рождения. Артем Мещерин с Нюхой. Евгений Крунцов с днем рождения. Тебе, дружище, спасибо, ребята. Поклевки Увки, брат, с днем рождения. Краснояр, Сибирь. Приезжай или к вам. Приезжайте, пацаны. Я 1000 раз говорил. Ну, я видео сделаю. Так что коллегу на кордон, кто хочет побалдеть, давайте, ребят, что-нибудь замутим. Наверное, июль месяц можно что-нибудь помутить прям четко. А можно и к осени там уже грибочки пойдут. Самое главное здоровье, остальное все будет. Все поддерживаю, ребята. Главное здоровье, да. Но руки, ноги ед, остальное все сделаем. Как погода там? 24 у нас, ребят, тепла. Говорю, второй день жарко прямо. А так было 10 градусов, 8 градусов. Ночью 2 градуса. Были метели даже у нас в восточных регионах Республики Коми. Говорят, что были метели. Короче, погибло все урожаи там. Мы тоже с Ларисой тут закрывали пленками, там, что высадили уже. Потому что, блин, холодно. С днем рождения, братюня, всего-всего. Владимир Тарасов, спасибо. У нас 24, Сережа Сорокин пишет. Ну, весна, ребят, весна у нас была теплая. Прям теплая, реально, прям классная весна, дождливая такая была. А потом как дала. Прям как дала. Так что, братцы, давайте, кто со мной, поддержим. Тянемся. Стаканчики, давайте, за ваше здоровье. Спасибо за все. Прям не знаю, ребят, что сказать. Ну, это раньше, знаете, когда какой-то праздник, там, день рождения, прям там молодой, там, знаешь, там. А сейчас как бы так, все спокойно. Все спокойненько. О, пивко четко, друзья. За твое здоровье. Спасибо, Евгений. С днем рождения. Привет с Печоры. Республика Коми на связи. Пацаны, спасибо. Знюха, бро. Здоровье сибирское. Привет. Спасибо, ребята. Спасибо. Евгений Ветров, здоровья тебе и твоей семье, и маме с папой. Маме спасибо, папы нету, друзья, ребят. Папка разбился, блин, зараза. Хотел, конечно, я его покатать на лодке. Не дожил немножко. Так, будь здоров, привет с Симферополя, привет. Германия с тобой, брат. Здорово, пацаны. Андрюха, певец из Соликамска на связи. Так, привет, брат, с Днюхой, не поверишь, мне тоже сегодня 45 стукнул, пишет Дмитрий. О, Диман, с днем рождения. Вот Димана можно поздравить, ребят, тоже с днем рождения. Так, блин, чат летит, ребята, прям мощно, вообще мощно. Сколько у нас? 303 человека на канале, нифига себе, с днем рождения. Константинко, Костя, спасибо. Подмосковье, привет, Алексей. С Днюха, Андрюха, скажи, Жерих. Мощно, ребят. Я прям не успевал. Вот простите, пожалуйста, там. Ну, я читать буду не особо, так чисто свои мысли донести и что-нибудь вам сказал. Когда на Лимп пойдет, брат? Ну, только осенью уже, ребята. Кстати, будет скоро видео. Я выезжал сейчас пробовать летом, и будет видео. Вот на многие вопросы отвечу. Клюет ли налим летом? Не то, что летом. У нас как бы лето только по календарю, а погода-то была весенняя.
Ну, вода, ребят, прогревается буквально там на 10 градусов, и налим перестает брать. Вот вообще, ну, вот прям проверено уже 1000 раз. 10 градусов, все, налим просто куда-то уходит, западает. И только осенью, когда вода будет остывать, он начинает только тоже шевелиться. То бишь, вот прям такой холоднокровный. Как с водой у вас? Вода, Мишаня, падает. И вот именно еду коллегу завтра на кордон, на избу. Будем пробовать ловить езя. Езя будем ловить прям на прикольные вещи. Так что, мне кажется, будет круто. Вот. Что-то собрались, короче. Ну, там и как бы посидим и отметим день рождения. Сегодня не поехал, как бы сижу все-таки с семьей, как бы, ну, говорю, ничего не отмечаю, не праздную, ребят. Да и как бы никакого настроения, желания нету. Надежда Бекер, с днем рождения тебя, Надежда, спасибо, спасибо большое. Так, Андрей, как ставить ловушки в ЮНАС с днюхой? Ребята, Алекс запретил говорить, короче. Ну, в принципе, ничего сложного, в принципе, можно догадаться. В общем, я тоже буду у себя ставить, но не буду показывать, потому что Олег говорит, как бы... В общем, эту историю от дедов, от севера, ребята, еще северной республики, там подсказали деды, как они раньше это делали. Здесь попробовали, Олег попробовал, и реально работает. И давайте, ребят, какие-то будем тайны все-таки иметь. Так, Рамиль, с днем рождения. Спасибо, Александр Аферов с Волги. Привет. Блин, так на Волгу охота. В прошлом году был как раз в это время на Волге, ребята. Там как раз, блин, кайфовал 8 дней. Андрюха Зенюха, Вован Эжев. Завтра на Песках позвоню. Вован на связи. Вовка, привет. Вована в эту экспедицию не будет. Да, Вова не поедет. Едем втроем, ребята. Андрюха, где Илюха? Александр Беленцов пишет. Ребят, 1000 раз уже говорил, мы уже с Илюхой не общаемся 1,5 года. Ну, вот был такой момент, что, ну, не закусились, а просто не поняли друг друга там в один прекрасный момент. Но я, я как бы воспитан так, если раз, ребята, то значит никогда. Потому что, ну, я преданный, но если меня там немножко так не понимают, то лучше быть просто одному, ребята. Рыбалка 29, с днем рождения, братуха. Спасибо, брат, спасибо, родной. Привет с Тобольска, с реки Иртыш. О, Иртыш, да, это тоже одна из моих меч, так скажем, где побывать, потому что Иртыш реально богатая река рыбы. Блин, прям круто. С Питера привет, Ольга Савченко. Сергей, с днем рождения. Сергей, Подмосковье. Серега, спасибо. Андрюха, привет из Чепецка, с днем рождения. Всех благ. Спасибо. Опа, Андрю, связь. Здорово, братуха. Здорово, братцы, здорово. Виталий, видос с этим стримом не удаляй. Хорошо, ребят, не буду удалять, да, потому что завтра уезжаю. Буду без связи. Едем опять на 3 дня. Посмотрим. Привет, Ямал. Город Недым. Что жена подарила на день рождения? Что жена подарила на день рождения? Любовь и ласку, ребята. Что жена подарила? Да говорю, сейчас как бы не в подарках дело. Ну, так чисто символически с дочкой, конечно, подарили мне там туда-сюда, как бы, ну, чисто от души так. С днем рождения, всего самого наилучшего. Привет из Мариэл. Николай Глушков пишет. Мариэлу привет. Марат, привет из Казахстана. С днюхой. Казахстану салам большой, ребята. С Кирова Андрюха пишет. Спасибо. Ярославская область. С днем рождения, братуха. С днем рождения, Дрюня из Тамбова. Привет, здоровья тебе, твоей семье. Спасибо, ребята. Спасибо. Кстати, был ролик. 30 лет, ребята, я отмечал. И снимали мы на видео. Не знаю, может, кто не смотрел, посмотрите, ребята. Там прям найдете. Отмечаю юбилей в деревне. И так немножко показал вообще, как просто деревенские отмечают день рождения, ребята. Да ничего там такого, знаете, никаких там изыск каких-то. Ломают просто 3 баяна и все, и нормально. Как обычно, ребята. С Устающим на рыбалку съезди, классный контент будет. Да, с Устающим сегодня на связи был. Саня звонил, поздравлял. С Саней разговаривал полчасика. Днем рождения тебя и меня, Андрей Лопунов пишет. У кого-то тоже день рождения. Сегодня мне ВКонтакте, ребят, поздравило 1600 человек. Я прям считал. И у троих у них было день рождения сегодня именно. Зачисление Сбербанк 500 рублей.
Кто-то пятихатку, ребят, закинул. Ну, никто не написано. Напишите, кто 500 рублей закинул. Спасибо, пацаны. А вот, Константин Олегович В. 500 рублей. Кося, спасибо, брат. Спасибо от души. От души на бензинчик. На бензинчик я по-любому все заряжу, потому что сейчас без ГСМ остался опять. У нас опять, ребята, в этом Ютубе какие-то проблемы. Сейчас опять блогеры шумить будут там. Если что, там на кого подписаны, там не грубите, там, ребят, поддержите пацанов лайкой, там, поддержкой, там, на новые переходы, возможно, будут просить Яндекс.Зен, там, так далее и тому подобное. YouTube опять шумит, ребята, и, короче, скоро, походу, придет конец. С Комбербаком не общаешься, Алексей пишет. Как не общаюсь? Есть даже ролики, ездил весной, и зимой к нему, и летом ездил. Ну, в общем, есть ролики путешествия, когда мы там ездили. С Геной на связи, на связи. Ну, Республика Коми, ребята, она богата реками, и, в общем, большая площадь у нее, чтобы вы понимали, до того же Саши Устаева мне 1000 километров. Что слышал про реку? Братцы, прошу прощения, опять был дозвон. Блин, ну понятно, что люди не знают, как бы, что в стриме звонят, но другого выхода у меня нет выйти на стрим. Я имею в виду, на компьютере надо купить хорошую экшн-камеру. Не экшн-камеру, как ее называть? Ну, вы поняли. Все налаживать надо. Ну, я так чисто, я редко выхожу, ребята. Ну, вы просите постоянно, так что... Спасибо. Спасибо, братцы. Блин, столько поздравлений, я офигеть просто, я вообще в шоке. Целый день сегодня у меня вот так. Бу-бу-бу. С днем рождения. Так, о, тут понеслась, ребята. Андрюха на СБ. Камера стоит, Жека монтировал. Осторожнее. Ага, ну да. Да-да-да, есть такое, ребят, на СБ. Привет с Украины. С днем рождения, здоровья, братья. Привет с Ульяновска. Ульяновску привет, Роман, Украина, привет. С днем рождения, друг, я твой ярый фанат. Жду всегда твои новые ролики. Дай бог здоровья тебе и твоей семье. Казань. Спасибо, ребята. С днюхой. Ну, короче, с днюхой. У меня, Максим, у меня 16. С днюхой у меня 16. А, это, я так понимаю, погода, наверное. Киров, пламенный привет. Блин, там в WhatsApp ребят пишут, ВКонтакте пишут. Не знаю, вам вообще слышно, когда Сатуч? Ребят, там 140 человек осталось. 140. С Русланом Шемякиным общаюсь. Алексей, да, пишет, общаюсь. Тоже на связи. В этом году, скорее всего, поеду, ребята. В этом году, скорее всего, поеду к Руси, потому что в прошлом году мы собирались, но не получилось. Что-то там как-то. Возможно, в этом году, ребят, словимся. Поедем по рыбачам. Ну, у Руси там хорошая рыбалка. Привет, Черповца, с днем рождения, как новая лодка. Ой, новая лодка, доволен, ребята. Сейчас пришел тент мне на лодку. Заказал, кстати, у тех же ребят, которые производят лодки, они пошили, все нормально, прислали наклейки. Ну, еще по названию, ребят, так и не определился, надо с одной стороны наклеить название еще. Так, есть желание съездить на Вычегду. Иван Васильев. Кстати, на Вычегде, ребята, никогда не рыбачил, хоть 100 километров мне до туда, да, река намного больше, чем моя. И рыбейки, мне кажется, побольше, но никогда не рыбачил. Желание всегда есть, конечно. Андрей Борисов, ну просто тебя с днем рождения. Спасибо, Андрюха. Охота, рыбалка, Тагикоме, здоровья, с днем рождения. О, Саня на связи. Санек, привет, привет. Потом созвонимся, пообщаемся. Оксана Николаевна, с днем рождения, здоровья и счастья. Спасибо, спасибо большое. С днем рождения. Ну, в принципе, так я и думал, что весь эфир будет, ребят, чисто с поздравлениями. Может, какие-то вопросы, ребят? Какие-то там моменты, что-то там как-то в комментариях там бывает. Ну, я, ребят, отвечаю на все, но я же говорю с опозданием на днях дома буду, позвоню. Вот Саня пишет. Давай, Сань, на связи, ага. В комментариях отвечаю, ребят, с опозданием, с большим, на неделе полторы, но отвечаю на все, читаю все комментарии. Перевод Владимир Андреевич, 1000 рублей. Владимир Андреевич, спасибо, родной. Сколько лет, Роман? 32, ребята. Старый уже, как древний. Привет всей части компании. Блин, ребят, ну тут вообще прямо вот так летит. Я не знаю. Ну ты раскабанел, Рома пишет. Поправился, ребят, поправился. Я до этого очень сильно похудел. Потом взлетел. Ну, во мне лишка десятка.
есть такое. Но я как бы никогда не был там таким хрупеньким, там худеньким. У меня там рабочая масса 86. Я в армии весил 92-95. Под сотку хотел набрать, как бы. Я занимался пауэрлифтингом, как бы, ну, помимо там этого, я как бы сам по себе здоровый парнишка. Да у нас все в семье такие крепыши. С днюхой, Дрюня, спасибо. Северя Якутия, брат, с поздравлением тебе. Спасибо, Якутия на связи, спасибо. Ты простой, не падай духом, а делай ролики. Да буду делать, ребят, как могу. Но говорю, опять YouTube щемит, и я даже не знаю, что дальше будет. Просто не знаю. Даже не знаю, что вообще делать. Знюха, мощных поклевок. Спасибо. Спасибо, ребята. Сахабая. Василий Лукашенко. Андрюха, привет с Донбасса. Еще раз Знюха, когда смотреть следующее видео о рыбалке. Когда следующее видео? Ребят, приеду сейчас вот с этой поездки в понедельник, наверное. В воскресенье не смогу, наверное, сделать. Потому что там пока туда-сюда, с разгрузки, погрузки, там все помыть надо, там, возможно, рыбейку какую-нибудь привезем. То в понедельник обязательно, ребят, сделаю. Виктор Знюха, братец, спасибо. С днем рождения, здоровья, удачи во всем, счастья, успехов во всех твоих начинаниях. И радуй своих подписчиков клевыми роликами. Спасибо. Не успел, кто написал. На Дзен выкладывай контент. На Дзен выкладываю, ребят, так же, как и на YouTube. Я перетащил больше половины всего контента, что есть на Ютубе. А на Ютубе, ребят, чтобы вы понимали, 700 с лишним роликов уже. Представляете? Это того, то, что я почистил. Роликов, наверное, 50 я удалил оттуда. Переходи на Дзен. Ну, на Дзене, ребят, также публикую. Ну, там просмотры. У нас на Дзене, чтобы вы понимали, 7000 подписчиков. 7000. А просмотры 1000 и 1000 бывает не набирают. То бишь, ну, вот так. Пальма прикольная. Да, ребята. Короче, ездили с девками в город. И что-то там по одежде там они затарились. И, короче, купили себе Панамы. Я говорю, а что, я тоже, говорю, как этот, и сейчас тоже в Панаме. Ну, это так, я, ребят, люблю что-нибудь, чтобы на башке монталось всегда. С днем рождения, Андрюха, здоровья, всех благ тебе. Спасибо. Дмитрий Сафонов. Андрюха, с днем рождения, здоровья, только успехов. Андрюха, братья, с днем рождения. Спасибо, ребята. Кстати, что хотелось говорить. Помните, друзья, я говорил, что на 100 тысяч будет розыгрыш у нас на канале. Кто на связи, отпишитесь, кто помнит, кто я вообще, может, меня там засчитает за этого, за П. Так что я, ребят, не забыл и приготовил, ребята, мне кажется, достойный подарок, за который можно пободаться, прям реально пободаться. Это прикольно, а то постоянно кепка и тогда. Кепка, ребята, это вообще фартовая у меня, ну, не фартовая, ну, кепка у меня прям, я не знаю, я всегда с кепкой. С Новым годом. Женя Осипов. С Новым годом, брат. С новым счастьем. Привет. Ну, люди подтягиваются. 350, ребята. Так и, в общем, ребят. Кто так, помню, все, плюсики пошли, помню. Я говорил, ребят, чтобы что-то будем разыгрывать. Ну, я думал по поводу ножей. Так как вы знаете, что у меня большая коллекция. Я очень люблю ножи, люблю хорошие ножи. Александр Пульков, Знюха, тебе всего самого спасибо. Сообщение отправили на проверку. Интересно, что-то кто-то там написал, матюгнулся, что ли. И плюс, так, Андрей, что куришь? Не курю, ребят, это этот, как его. Вон. В беседке сижу, ребят, комарё, гады эти. И вот тут немножко чтобы не покусали, зараза. Потому что у нас, они крепят, ребята, днем, ночью, вечером, они постоянно. Андрюха, подскажи свой костюм рыбацкий. А какой именно? У меня как бы 2-3 костюма как бы точно есть, в которые я обычно залажу. Разыграй рыбалку в твоей компании. Дмитрий Димин пишет. Ну, тоже как вариант. Ну, ребят, я говорю, будем заниматься. И давайте, наверное, с июля начнем. Подвигаемся. Кто желает, ребят, я там все сделаю. И подтягивайтесь. Сделаем гайдинг такой небольшой. Сейчас еще будет приколюхи. И Олег дал добро, что если что, ребята, можно будет залететь коллегу на кордон. Кто
видел эти ролики. Там можно просто пожить, расслабиться, вообще подумать о жизни. Там вообще классно. Бро, приезжай в Казань на Вятку рыбачить. Блин, с удовольствием бы еще, конечно. Поздравил еще так, который был на кордоне. Да, в общем, ребята, Олег дал добро, если что, можно будет, короче, мутить к Олегу на выезд. Олег все организует, короче, сделаем. Андрей, как Магаз твой процветает? Алексей, Магаз, ребята, закрыт с осени, что кто не знал. Кто не знал, он закрыт с осени. Ну, там своя система, история. Не буду ее как бы рассказывать. Не то, что там не получалось, у нас в Рисе потихоньку все получалось, но там был другой момент, и пришлось закрыть. А в конце получилось все по-другому. Ну да ладно. Сейчас у нас, говорю, тут переломки немножко. Лариса сейчас была на учебе, сейчас вышла на работу. Короче, блин, сейчас вот с рыбалками семейными, ребят, возможно, будет туговато. Сколько тебе, брат, стукнуло, Семен? 32. Жена работает. Вот сейчас вышла на работу, ребята. Мы держали бизнес вдвоем. Сейчас жена отучилась и вышла на работу. Вот как неделю, короче, работает. Здорово, Андрюха, ты топ. Спасибо, брат. Так, ну что по поводу конкурса, ребята? По поводу конкурса, что там, сколько у нас? 365. Я, говорю, хотел разыграть ножи, но я как бы ценю своих подписчиков, своих людей. Я думаю, ну нож, видео смотрят не только как бы рыбаки, смотрят женщины, смотрят как бы такие, которые просто сидят дома. Как бы, ну нож, как бы, ну нож, в принципе, как бы такой подарок относительно. И вопрос будет отправкой тоже ножей. Если, допустим, кто-то выиграет, допустим, с откуда-то, с ножом может быть какие-то проблемы. В общем, ребят, я решил сделать достойный, хороший подарок. Но это все будет на канале. Кто, ребят, видит, то понимает, что за игрушка. Что за игрушка, ребята. Подарок дорогой, очень дорогой, я бы сказал, достойный. У меня самого такого нету. Ну, точнее, я хочу, ребята, разыграть вот эту игрушку. Можете забить, почитать название и сами все поймете. Короче, ребята, это эхолот, диппер. Тема интересная. Мне кажется, подойдет к любому человечку, рыбак, начинающий или опытный, потому что вещь, ребята, очень крутая. Порядком, ребята, подарок. Стоит половину подписчиков, то, что есть на канале. В общем, дорогой, ребят, подарочек. Но все-таки я решил, ребята, разыграть вот этот подарочек. Кто не знает, ребят, просто посмотрите, а кто знает, тот знает. В общем, друзья, буду разыгрывать эхолот диппер. Вот как-то так. Решил, короче, ребята, разыграть. Мне кажется, подарок будет достойный. Ну, кто не рыбак, то не знаю, можно продать там прям, потому что хороших денег стоит. Евгений Бусяк за сколько лодку покупал? 129 тысяч. С днем рождения, брат. Так. Может, прикольно будет, но отправка пипец будет, если я выиграю. Ну, там тоже потрудиться, ребят, придется. Буду разыгрывать, ребят, я не на ютубе, потому что на ютубе я не вывезу. Я делал конкурсы, ребята, на 80 тысяч, на 60 тысяч, на 50 тысяч. И просто 2-3 тысячи комментариев, ребят, я просто физически не могу обработать и найти там победителя. Мы сделаем намного проще. Будем разыгрывать, ребят, в группе ВКонтакте, в моей. Под каждым роликом есть ссылка в описании, так что можете сразу уже потихоньку залетать туда, подписаться. Кстати, публикуйте там свои фотографии, ребята, очень тоже прикольно посмотреть. И будем, ребята, делать все просто. Я никогда ничего там не выдумывал. Будем опубликовать, кто-нибудь будет публиковать фотографию и собирать туда лайки. Вот и все. Андрюха, с днем рождения тебя, ты один, что ли, отмечаешь? Да не отмечаю, брат, не отмечаю я. Супруга вон на улице, в огороде. А я так что-то пивка себе налил, потому что завтра рано вставать, как бы неохота сегодня ничего там сидеть. Да и, в принципе, говорю, не хотелось.
Самый холодным пользуешься? Нет, Борисов Алексей, не пользуюсь, ребята, вот, в принципе, который хотел пользоваться. Его можно кидать в заброс, также к лодке, это все от телефона. Все показывает, ребята, глубину, температуру. Ну, такое, это не слабенький, ребята, холод. Ну, я, к сожалению, ребята, не дошел до этого. В общем, да и, короче, ладно. Будем разыгрывать. Мне кажется, на 100 тысяч надо делать хороший подарок. Саратов на связи, обнял, приподнял, с днем рождения. Роман, спасибо. Покружил, на место поставил до хруста. Спасибо, ребята. Братка, с днем рождения, родной. Евгений Белов, спасибо. Андрюха, огурцы не пошлю вас. Только высаживаем, ребята, чтобы вы понимали. У нас, блин, морозы стояли еще. Картоха вон вся померзла. А ливни были, ребята, чтобы вы понимали, у кого вот так огород склонисто, то с отсюда вымыла картошку, она вся внизу была. Люди сажают заново. Андрюха, ты в Каменке служил? Нет, не в Каменке, ребята. Егорьев 6. Павел Николаевич, с днем рождения, спасибо. Андрюха, знюха тебе, всех благ, молодец, все у тебя получается как нужно. Тайга близко. Спасибо, пацаны, спасибо. Спасибо, ребят. Ну, стараемся, ребят. Стараюсь выпускать часто ролики. Понятно, тяжело, но стараюсь, чтобы как-то канал жил, дышал, чтобы как-то, не знаю. Ну, опять же, стараюсь, чтобы вы покайфовали, посмотрели. Это же все-таки более развлекательный контент. И чисто для этого. Ну, опять же, это мое хобби и приросло уже, и как бы, ну, я уже не могу, ребят. Первомайск. Дмитрий Демин, Первомайск. Нет, я на визинге сейчас. Как к тебе приехать можно? Да, Серега, можно. Под каждым роликом, ребят, ссылки есть в ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Пишите там, будем общаться там. Я говорю, сейчас будем что-нибудь делать. У вас самы ловится, Антон? Нет, самов нету, ребята. Ни самов, ни сазанов, ни карпов, ни линей. Караси только болотные, и то там на озерах их трудно там добыть, там такого нету. Ну, есть другая рыба, это больше северная, это более-менее там ельцы, там налимы, которые, допустим, в средней полосе нету. Олег, не матерись. Есть такое, ребята, да. Да нет, я как бы, видите, ребята, чисто топлю не за то, что там какой-то мат, какой-то бан мне там прилетит или еще что-то. Да нет, просто те же другие пишут, вот я смотрю, и некрасиво, неудобно. Но опять же говорю, ну как обломать человека? Я приехал к нему, мы рыбачим, общаемся. Ну и под камеру его подстраивать тоже неохота. Я как бы делаю для себя в первую очередь, как бы. Ну, пацанов обламывать зачем? Сами понимаете, что. Ну, это с моей стороны неправильно. Приезжай в Сургут, с днем рождения, Андрей пишет. Так, живу в 83-м регионе. Андрюха, с днем рождения тебя. Привет из Наринмара. Смотрю тебя с 1500 подписчиков. Ты человек с большой буквы. Спасибо, братва, в душе. Привет из Беларуси, город Витебск. Игорь, Беларуси, привет. С днем рождения, братан, всех благ. Привет, здоровья. И на рыбалку, сколько друзей, ты просто настоящий друг рыбак. Спасибо. С днем рождения, не планируешь, Чуваши, приехать рыбачить? Не знаю, с Дамиром на связи. Дамир вроде как будто к маме поедет, ребят. Ну, сейчас все вопрос финансовый. Я просто, когда раньше монетизация была подключена, мог себе это позволить. Сейчас, ребята, я этого не могу позволить. Получается, с семейного бюджета копейку удирать, которой толком не так нету. Тяжело, но сами понимаете. С днем рождения, здоровья тебе и твоей семье. Все делаешь ништяк, Николай. Спасибо. Александр Кузьмин поставил пальчик у вас. Перевод Владимир Геннадьевич. Плюс 300 рублей. Владимир Геннадьевич, от души. Спасибо большое. Очень приятно. Очень приятно, ребят. Как бы, ну, на тот же бензин, как бы, сами понимаете, я вот эти хотя бы донатики, ну, их не очень много, они не часто, их практически вообще нету, ребят. Там кто пишут, что какая-то халява. Мне никто не донатит там постоянно, ребят, такого нету. Есть здесь и желание, номер карты в описании всегда, ребята. Ну, это чисто по желанию. Не надо там как бы борщить там, чисто символически, если там ролик понравился, контент понравился, там 50 рублей закинули, ребята, уже будет как-то проще, уже будет на что заправиться, масло взять, там что-то еще, как бы так.
и есть уже что-то как-то уже попроще, можно куда-то опять рвать и ехать, что-то снимать. Бати давно мне с 19-го года, Алексей. Разбился на машине. Андрюха, попробуй на продольник поставить катушки от ниток, деревянные поводки. Блин, ребята, вот так чат летит. 400 людей на канале, да ну нафиг. 313 лайков. Ну-ка поднажмем, братцы. Поднимем за тебя рюмочку. Давай, давай, ребятки. Я тоже тут с пивом, грею уже его. Давайте, спасибо, ребята. Вот сегодня день рождения отмечаю со своими подписчиками, как настоящий. Да нет, в целом, как бы, 30 лет отмечал громко, ребята. Фейерверки были. Я говорю, есть видео на канале. Кто хочет, посмотрите. А так, как бы, планового такого нету. Чисто так, с семьей. Говорится, там, винца взяли. У нас там запекается рыбейка в духовке. Сейчас пивка выпьем, покушаем и спать. Рано вставать, едем на рыбалку. Ваше здоровье. Видали? Так, Марат, привет, с днем рождения. Привет, с днем рождения, Николай Степанович с Карелии. 10-му от 11-го привет большой. А с днем рождения, хороших роликов. Так, блин, ребят, Андрюха рыбачил на очереди, Алексей. На очереди ни разу не был, ребят, 100 километров. Вот такой я. В очереди надо тоже попробовать. Так, привет с города Сергиев, Посад с днюхой. Спасибо. Салам, я с тобой пиво пью, Роман пишет. Какого пива, Рома, пьешь? С днюха больших трофеев, здоровья. Спасибо. Расскажи про основной заработок, чем ты живешь. Илья пишет. Осенью, ребята, у нас был с Ларисой Юрьевной магазин. Мы держали рыболовный магазин. Кто не в курсе, мы его поднимали, потихоньку поднимали. Ну, там такие обстоятельства сложились, что надо было срочно закрыть. Мы его закрыли. Зиму кое-как прозимовали. В общем, сейчас так я... Ребята, названивают. Зачисление в банк плюс 300 рублей. Кто-то 300, ребят, закинул. В общем, сейчас чуть по чуть я в интернете работаю, немножко там запчасти, там, от магазина еще там эхо доносится, там, туда-сюда. На канале зарабатывать сейчас не получается, монета отключена. Немножко там на Яндекс.Дзен ребята капают. Иван Сергеевич 150. Иван Сергеевич, спасибо, брат. Короче, говорю, вот смутные времена, ребята. В деревне работы нету особо. Только вахта. И опять же, пацаны на вахту гоняют. Я там смотрю, что такие заработки еще кидают. Еще пацанов, блин, вообще, конечно, труба. Не знаю, в общем, что как дальше. Ну, сегодня, ребят, не грустно. Сегодня у нас день рождения. 100 тысяч на канале. Разыгрываем, ребята. Так, Иван Андреевич еще 300 рублей закинул. Спасибо. И там сообщение, ребят, но извините, я не прочитаю. На 100 тысяч буду разыгрывать, ребята, Холод Диппер. Не знаю, сколько стоит. Он вроде стоил 44 или 46 тысяч. Сейчас не знаю, ребят, может какие-то из-за санкций, может даже поднялся, может наоборот убавился. Ну, в общем, кто хочет повоевать, ребята, 500 рублей, Алексей Владимирович. Спасибо, братан. Спасибо. За пятихаточку, спасибо, родной. Так, Друня, свершилось наконец-то. Привет, Сыктывкара. Сыктывкару привет. Республика Коми, это столица, ребята. Когда семгу ловить будешь? О, семга, ребята, у нас беда. На Печоре раньше ее ловили. Ловили неплохо. У меня дед ловил, ребята. Прям жестко. Браконьерничал даже. Чтобы вы понимали, у моего деда, то бишь моя мама, это самая старшая сестра, а так 12 детей. Вот у моего деда 12 детей было. И мама моя самая старшая, Алена Сергеевна. Они жили на Печоре. И дед ловил семгу, и даже икру он собирал. У меня еще не было, это вот мне рассказывали. Когда баржи шли, он брал 3-литровую банку, перевод Дмитрий Александрович, 100 рублей, спасибо. Выходил, ждал баржу, обменивал на бензин и рыбачил дальше, ребят, чтоб жить дальше. Вот как-то так, что рыбалка и охота раньше кормила. Это сейчас, конечно, не то. Ездим там, балдеем. Раньше мужики заходили и строили избы для того, чтобы жить, чтобы кормить семью.
А сейчас это уже своя система. Нельзя сейчас так просто всем говорить. Да, понятное дело, ребята. Да и раньше тоже крепили немножко. Говорю, дед ночью ходил, немножко браконьерил. Карелия с тобой. Привет с Воркуты, Иван. Воркута. Воркуте привет, ребята. Это тоже Республика Коми. Самый север, наверху. Я живу на самом юге. Перевод Леонид Александрович, 1000 рублей. С днем рождения там вроде написано. Леонид Александрович, спасибо за 1000 рублей. Прям от души. Это очень много даже. Андрюня, Знюшка, желаю тебе всего. Привет с Краснодара. Александр, с днем рождения. Андрюха, Мурманск на связи. Мурманску привет. Привет с Наринмара. Николай, так, по-английски, ребят, плюс 500 рублей. Вот видите, надо в стрим выходить, чтобы вы все это видели тоже. Но я, конечно, говорю, что переводы есть. И как бы спасибо, пацаны, за поддержку. От души прям огромное. Андрюха, какой у тебя размер одежды? 56, футболка. Зачисление банк 1700. Нифига, ребята, что-то понеслась. Что-то невероятное прям. Спасибо, ребята, от души. 56. Перевод Вячеслав Николаевич плюс 1000, ребята. Нифига себе, уже сколько уже? Перевод Егор Федорович плюс 200. Ребята, уже 6000 накидали. Нифига себе. Ребят, спасибо большое. Подарок, конечно, для меня. Ну, пущу все в дело, ребята, обязательно. Обязательно все в дело. Закуплюсь ГСМом, потому что сейчас опять без ГСМ остался. Надо заправляться. Есть крутые планы, крутые поездки. И все туда, ребята. Ну, опять же, завтра на кордон коллегу. Поснимаем что-нибудь. И выезжал с семьей, ребята, выезжал в одного. Есть еще ролики, которые не выложил. Так что контентник небольшой есть. Первые грибы, ребят, выходили, что-то там маленькие, кто-то их там искал, собирал. Ну, такого прям покоса не было. Днем рождения, здоровья, удачи, Сергей. Спасибо. С днюхой. С днем рождения, Андрюх. Передай привет. Блин, Вася. Напиши, пожалуйста, еще раз. Не обессудь. Братцы, 4 сообщения вот в такой это идут. И они вот, чтобы вы понимали, летят как эти. 490 на канале, 405 лайков. Братцы, ну-ка давай-ка поднажмем. Здорово. А это ВКонтакте уже пишут. Андрюха, как и обещал, заскочил. Поздравить салам с Алматы. Спасибо, Александр, брат, от души. Спасибо, пацаны. Вообще, давайте, как его, все понятно, поздравили с днем рождения. Может, на какую-то тему пообщаемся. И, кстати, вопрос, как бы, многие не знают, ребят, многие знают, что я есть зараза, я немножко покуриваю. Если кто-то против, давайте я не буду курить. Вон, сижу, вон, видите, чем дышу. Если как бы все нормально, на Тинькофф, ребята, $3 кто-то закинул. Напишите, пацаны, кто закинул. Андрюха, Знюха, пишу тебя с... чат, конечно, ребята, злой. Ты нам нужен, какой есть. Спасибо, братва. Кури. Так, кури, все взрослые. Все, кури, кури. Понял, пацаны, все. Ну, я так буду скрытно. Как. Иван Александрович Г, 200 рублей. Артем Александрович, 200 рублей. Ребята, уже 7000 накидали. Да ну нафиг. Так, отвернусь. Да, есть такой, ребят, прикол у меня. Ну, на рыбалке дома вообще практически не курю, ребят, чтобы вы понимали. Вот дома прям мне это не нужно. У меня может пачка день проваляться, два проваляться. А так вот на воздух выхожу на рыбалке, то как будто надо соску эту засунуть, блин. С днем рождения, дрон. БМ. Спасибо, брат. Алексей Голшев, Андрюха, с днем рождения. Как закинуть денежку за зачисление в банк? В описании, ребят, там есть две карты. Тинькофф и Сбер. Тинькофф там, в принципе, даже можно в долларах закинуть. Помню за тебя, Дрюня. Я раньше тебе не очень смотрел, но теперь постоянно. Денис, спасибо, брат. Чем подкупил, если не секрет, как бы. Сами знаете, Коряжман, смотрю, на связи. Всем привет. Делаю ролики простые, ребят, без понтов, как бы, как оно есть. Стараюсь, как бы, чисто делать, ну зачем что-то выдумывать, зачем что-то там как-то менять, если оно так, как бы. Мы люди простые, деревенские. Заехали, да, немножко 300 рублей кто-то закинул. Ну, не знаю от кого, ребята.
Мы заехали, понятное дело, и порыбачить, и отдохнуть, и выпить, и закусить, как бы, там, и поговорить, как бы, это нормально, мне кажется. Вроде все здоровы, как бы, никто не болеет, как бы, все нормально. Своей простотой Денис ответил на свою. Ну вот, ребята, вот чем проще, тем как бы для меня, наверное, и лучше. Я вот почему, как мои многие одноклассники и остальные уехали по городам, размотало всех. Что-то они хотели там найти свою судьбу, жизнь, потому что здесь деревня. А я вот почему-то остался, ребят, на деревне и без нее вообще никак не могу. Я живу здесь, ребята, даже в благоустроенной квартире, вот в Визинге. Ну, и даже здесь, на маленьком участке, ребят, я построил здесь баню. Вы понимаете, это уже о чем-то говорит. Здоровья богатырской долгой лет жизни. Владис, спасибо, родной. Почему не читаешь? Давайте почитаем, Юлия Михайловна пишет. Давайте, ребят. Кот Журик, 1000 рублей. Вячеслав Николаевич Б закинул. Ребята, что-то разогнались. На Сбер не получается, Павел Николаевич. Да нет, почему не получается? Сбер, моя старая карта, Ольга. Олега пригласи к себе на рыбалку. Есть такое, ребята, есть, да, я хочу его пригласить, пускай он немножко пострадает. Потому что он привык все по кайфу, кордон, посуда уже все, а у меня, сами знаете, ребят, походы сложные, надо быт создать себе. Привет от Олега, с днем рождения, Андрей, будь здоров. На природе в коме, Олег пишет. Это, кстати, тоже, ребят, блогер у нас. Заходите, у него тоже свои такие интересные ролики по избам, там у него тоже свои избы. Вот. Там, кстати, есть у него на канале, что мне нравится, наш национальный язык, ребята, коми. У нас в коме есть свой язык с коми. Так что Олег там может вам рассказать, там, буртуй, бурвой, там все дела. Пополнение 300 рублей на счет. Это на Тинькофф, ребят, кто-то закинул. С днем рождения, Андрей. Передай привет Васе Азарову. Вот, в тот раз пропустил. Васе Азарову огромный привет. Васек, не знаю, сколько тебе лет, но, ребята, я всегда так склоняю, что немножко там приколюшки, рыбачушки, вы, ребят, не обессудьте. Понятно, что кому-то я в сыновья гожусь, но, опять же, так немножко помешан. Андрей, когда на Волгу? На Волгу, ребят, не знаю. На Волгу Дамир поедет к маме, и, возможно, может, мы с ним скооперируемся как-то, и я туда также выскочу и 8 дней поживу, как в прошлом году, помните, ребят, кто смотрел? Он меня просто закинул, а я просто жил в палатке, там, балдел. Привет из Кушвы. Привет из Кушвы. Кушве привет, не знаю, что за город или деревня. Привет из Пензы. Пенза, привет огромный. Надо возвать, чтобы Олегу рыбу насаживать. Перевод Дмитрий Михайлович Б. 375 рублей. Спасибо, ребята. Спасибо, родные. Перевод Денис Владиславович К. 300 рублей. Еще, ребята, прилетело. Привет с Кирова. С днем рождения. Рафаэль пишет. Спасибо. Очень вкусно. Привет из Озинск. Озинск. Ну, это тоже, я так думаю, что это город. Тюмень, привет. Юлия пишет. Приветствую, Тюмень. Белоруссия на связи. Дмитрий, привет. Карелия с тобой, братан. Николай Груз от 11 к 10 региону. Большой привет. С днем рождения. Привет со Соснового Бора. Спасибо. Омск на связи. Из Москвы. Кот Жорик. Омск. Там просто ники, ребят, не могу. Маленький почерк. Йошкар-Ола, Оксана. Привет из Кунгура. Сергей пишет. Максим с Нюшкой. Спасибо, Максим. Привет из Кирова, с днем рождения. Кирову привет. Тверь на связи, ребята. Блин, как нас тут много и с откуда только нету, да? Привет с Таганрога, с днем рождения, Алексей пишет. Спасибо. Гавна, блин, Питер на связи, Нижний Новгород с тобой. Привет с Вологды, с днем рождения. Спасибо, пацаны. Прям спасибо. Почему магазин закрыл? Скажи подробнее. Да, сами знаете, ребята, что случилось в стране. Вроде как будто был в списках, там что-то кипиш какие-то наводили. Вот и все. Теперь понятно? Перевод там Марат Фаридович Г. 500 рублей. Марат, спасибо, брат. Крым, Керчь на связи. Крыму привет. У вас есть клещи? Клещей, ребят, очень много. Весной особенно опасно. У меня у знакомого до сих пор правая сторона не работает. Уже второй год восстанавливается. Березники.
Тель-Авив смотрит. Да ну нафиг, нифига. Приезжай. Приезжали гады. Андрюха, сегодня баня будет. Баня будет, ребят, конечно, баню топим. Баня, ребят, летом, она почти каждый день, чтобы вы понимали. Подтопили, жара не надо, просто облились, помылись. Зачисление банк 400 рублей. Кто-то 400, ребята, опять перевел. Блин, сейчас уже, наверное, 9000 уже, ребята, уже, если так посчитать. У нас годов много, у вас есть. У нас есть, ребят, весной как бы опасненько, вот, весной как бы. Я сам привитый, делаю прививку, ребята, чтобы вы понимали. Прививка делается зимой, потому что работает вакцина только через полгода в 2 этапа. В 2 этапа. От энцефалита. Обязательно. У меня вся семья привита, дочка, как бы вот. Так что это, ребят, на самом деле от этой букашки, говорю, у меня парнишку просто положила, блядь, ё-моё. Хрень какая-то. Что-то там пишут, Олег Владимирович 300 рублей закинул. Олег Владимирович, спасибо большое. Бери побольше рекламы хорошей. Нормальные люди всегда поймут. Ну, что-то типа такого. Да не знаю, ребят, что-то там по поводу рекламы, как бы, ну, что-то по теме, так, а так, не знаю, много тоже оскорблений, там немножко что-то показал, уже говорят реклама. Но опять же, если показываешь, ребята, все равно будут писать и спрашивать, нормальные вещи, ненормальные, стоит это брать, не стоит. Лучше сразу показать и рассказать, почему сразу реклама. У меня многие вещи, ребята, куплены просто за свои деньги, как бы, и, ну, если это реально мне нравится, если это прикольно, ну, я рассказываю своими эмоциями, но если говно какое-то, я сразу не делаю вывода, надо этим попользоваться, понять. А если уже 2-3 года там работает тема реально, то это уже, в принципе, в порядке. Просто, чтобы вы понимали, кто-то взял фонарик и выезжает раз в месяц, да, и им светит, как будто его устраивает. А когда я выезжаю там в неделю по 2-3 раза, то, понятное дело, какая эксплуатация вещей у меня идет. Такой пробег на технике и всему этому. И уже можно как-то немножко понимать, что реально это работает, вывозит это или не вывозит. Также я пользуюсь не такими дорогими вещами. Там китайский мотор, допустим, вот которого все хают, он трещит у тебя, там гремит весь. Ну, ребят, ну он ходит, он ездит, он мне возит, он вывозит меня куда нужно. И, в принципе, за эти деньги он работает. Почему нет? Братка, отдыхай, всего здорово. Спасибо. Всем привет. Андрей с Нюхай. Василий Малышев пишет. Спасибо, Василий. Андрей, с днем рождения. Татарстану привет. Братцы, не обессудьте, что вот так, ну, не читаю. Не успеваю просто. Сбербанк делает отказ. Пишет, не знаю, ребята, как бы. Сбербанк мой, не знаю почему. Но у меня там Тинькофф еще вот я стоял, как бы, потому что многие на Тинькове сидят, Сбербанк. Да, сейчас все отказ, ребята. Вот сейчас, говорю, блогеры, которые какие-то еще выводы там получали, какие-то доходы, сидели на Райффайзинге, на Райффайзбанк. Вот, чтобы вы понимали, он у меня тоже есть, вот эта карта. И с 20 числа, ребята, его тоже закрывают. То бишь, у нас сейчас, получается, в России нет ни одной карты, которая принимает доллар. Вот и все. То бишь, сейчас, ребята, вот вы сами все увидите и поймете, как блогеры будут просто, наверное, уходить, скорее всего. Потому что все уже. Тут какие-то были там моменты, сейчас уже все. Реклама двигателя прогресса. Не беди за хейт. Спасибо. Спасибо, братва. Спасибо за понимание, в первую очередь, кто реально понял. Где Илюха? Норм пацан. Евгений пишет. С Илюхой мы на Каму когда? Владимир сегодня поехал на Каму, ребята. Владимир с пацанами поехал на Каму сегодня ночью, они выезжают. Меня туда звали на Каму день рождения праздновать. А мы решили поехать к Олегу на кордон. Короче, ну, туда очень далеко, ребят, и в целом что-то не захотели. Потому что у Олега сейчас ясь должен идти, а его надо не пропустить. Где-то в середине июня он начинает брать, и надо прям его поймать. Ты же не уйдешь, Максим пишет. Да, я, Макс, стараюсь, как могу, вообще стараюсь, как бы. Сами видели, что бомблю, как бы, все работаю, все как бы делаю, видос, свободное время, ночью монтирую, когда все успеваю. Да, ребят, ночью бывает, сижу и монтирую просто, а утром просто дальше. Тут дела поделали, там дела поделали, тут с женой сделали, там немножко, там поработал, посидел, погнал дальше двигаться. Андрей, скажи, какой у тебя мотор?
Мотор у меня китайский, ребята, Гладиатор 9.9, второй сезон уже. Блин, вообще без нареканий. В этом сезоне видели сколько... О, Колька на связи. Брат, привет. В этом сезоне прошел в одну поездку 260 километров. В одну поездку. Кто видел, что я подымался. Было волнение, но нормально же прошел, ребята. И ничего, бегает, работает лошадка. Обратно ударился очень сильно, винт загнул. Винты, конечно, говно делают. Прям плоскогубцами загнул его, подшлифовал, и все нормально работает. Как Леха, кореш поживает. Лехе звонил, было недавно день рождения у него, пьяный. Сейчас ездил на мотоцикле, грибы смотрел, заехал в деревню, его нету, звоню, где-то пьяный. Короче, пьет, не знаю, что пьет, почему не работает, не двигается, не знаю. Хотел собаку посмотреть, как собачка живет, и так вот и не увидел, ребята. Ну что, устаешь далеко от тебя, 1000 километров, ребята. Олег писал 20 раз, ответь, Вова Эжва. Пацаны, братцы, блин, я там, давайте, короче, сейчас посижу, почитаю. Брат, жду от тебя весточки. Не забывай, сезон летний начался. Так, с кем-то мы, значит, были на связи. Аквамакс пишет. Ну, там, видите, ребята, ники, я немножко не понимаю. Олег, брат, где ты там на связи? Ты все готов? Все, завтра жди. Будем с утра. Тоже ДР сегодня. А сколько лет? В какой деревне ты живешь? Ребята, не деревня, поселок Первомайский. Поселок Первомайский, но я называю деревню, потому что поселок, село для меня это одно и то же. Деревня и есть деревня. Хотя многие знают, вот хотелось спросить, чем отличается деревня, ребята, от села. Вот скажите мне, пожалуйста, кто знает. Привет, с Исанева. Антоха пишет. Нифига себе, Антоха, здорово. Исань. Иваново. Прошу прощения, Иваново. Иваново это, да, город невест. Мотор раздушенный, Максим пишет. Китайцы, ребята, китайские моторы раздушены автоматом. То бишь, это японский берешь 9.9, он не раздушенный. Его надо потом раздушивать. О, Илья пишет. Уже все правильно. Значит, наш пацан. Все. Ну, короче, молодцы, ребята. Я знал, что моя братва, она с пониманием. И тут не надо ничего объяснять. 2 года тебе смотрю, Антоха. А китайские моторы, ребята, они идут раздушены. Ну, я знаю тоже информация, что, допустим, 9.9-15 скинь Тиньков. Максим Калашников ВКонтакте написал. Тиньков в описании, ребята, если там что там непонятно. Эстония на связи. То как будто бы не выдает, ребята, он 15 кобыл. 13,8, что-то такое, как будто. Пятнашки там нету, ребята. Так, Роман Нойков, братва, так. Церковь есть село. Ну, молодцы, друзья, знаете, все. Говорю, все грамотные взрослые пацаны у меня на канале, и это очень приятно, что не надо ничего объяснять, и вы понимаете с полуслова. Если глазком магнул, значит что-то есть какая-то кипиш. Привет с Латвии, Латвии привет. Привет с Германии. О, Европа пошла, ОНД на связи. Деревня сельская, где есть сельского совета, а в селе есть. Нет, немножко неправильно. Церковь, все правильно, ребята, все правильно. В церковь, друзья. Тайкову привет. Блин, кому-то передать привет, ребята, но просто вот так летит чат. Я не могу, просто не могу. Привет с Перми, Пермь на связи. Днем рождения из Перми. Удачи, привет с Перми. Пермь. Пермь, привет. Привет, Пермь. Сколько лет тебе? 32, ребята. 32 исполнилось. Старый стал. Капец, борода седая, друзья. Давайте. С днем рождения меня. Спасибо, ребята, что со мной. Сколько мы? 43 минутки чилим уже. Когда свою избу поставишь? Антоха пишет. Ребят, был уже, помните, момент. Мы ходили и место нашли. Место нашел, ребята, вот такое. Есть ручей, бор, грибы там прям растут. Андрюха мне тут корешок, свою старую баню забирай, говорит, Андрюха, и вывози просто с румом. Нижний венец только поменять надо было. В общем, мне даже ничего пилить там не стоит. Ну, ребят, в деревне меня немножко не уважают, не знаю почему, то ли там я показываю места рыболовные, в которых рыбы нету. И, короче, ну, мне сказали, что просто твою избу сожгут сразу. Вот и все. Дмитрий, в деревне нет церкви, а в селе есть. Все правильно. Уважаемый человек для меня. Вот ищу себе коллегу в своем городе.
не сходятся интеллектами. Не понял я. Силиконка ждет тебя, брат. Тоже не понял, сколько тебе будет. Ну, у меня уже есть, ребята, я родился в 16:00, как мама сказала, 32. Почему не хочется, Денис пишет. Интересный вопрос, тоже уже отвечал. Отучиться, ребят, проблем вообще нету. Сдать анализы, ну, сейчас анализы тоже подняли, что-то в районе 7-8 тысяч, возможно, будет. Учеба там, я так понял, там за сутки, за двое можно. Сейчас, правда, с этими стрелками, может быть, что-то и поменялось, но это все делается 3 секунды, ребят. Для обороны таскать. Ну, опять же, по сезону, когда ты его будешь таскать, допустим, весной и осенью, когда охота открыта. В другое время ты даже не можешь с собой его просто вести даже в лодке там или просто с собой находиться, потому что это уже нельзя. Дичь у меня никто не ест. А стрелять как бы ради контента, ради удовольствия, что-то, ребят, ну, неохота. В общем, как-то так. Если надо, ребят, дичь, там, лосяшку, там, рябчика, там, меня пацаны угостят без проблем. Сейчас автоклав взял, там, пацаны, говорю, если что, там уток настреляли, там, привезли, там, 5 банок я вам сделаю, 5 себе там заберу, допустим. Витя, с днем рождения, привет из Перми. Спасибо. Татарстан. Не собираешься в этом году? Не знаю, ребята, возможно, но сейчас тяжело мне куда-то выскочить прям. Когда Васильевича кордон возьмешь? О, интересный вопрос. Васильевичу уже звали, уже говорили. И даже в эту поездку чуть ли не поехал. Ну, он там купил какие-то ништяки на лодку, и, короче, у него выходные, и он что-то хочет тестировать. Он только выходит, короче, на воду в этом году. Привет с Рыбинску. Рыбинску привет. Был... Рябинина. Прошу прощения, ребята. Рябинина. Это что, город тоже, да, получается? С Ямала, с днем рождения тебя, Сокол. Спасибо, Сокол. Ямалу привет. Вот там тоже рыбейки, конечно. Андрюха, привет, Сыба, сосед. Саня Саныч, рыбу привет огромный. Рыбачил даже раза два у вас там, в вашей стороне. Как гладиатор твой не подводит. Да работает как часы, ребята. Тьфу-тьфу, я прям сам удивляюсь. Я вот эту поездку боялся, думаю, если он крякнет, когда я поднимался 100 с лишним километров. Андрюха, здорово, Сыктывкара. Сыктывкару привет. Привет, Туапсе, с Нюхой. Ух ты. Там связи нету, думаю, все, пойду с плавом, буду неделю. Почему не за рулем? Тоже интересный вопрос. Ну, ребят, тут дело даже не в правах там, а у меня тут группа по семейному, ребята. Что-то с машинами беда какая-то. Отец разбился, сестра, слава богу, жива, но проблемы с позвоночником. И, короче, что-то супруга меня возит, и мне нормально этого достаточно. Так, Андрюха, привет с Печоры. Скинь номер, позвоню. Ну, сюда в чат точно скидывать, ребят, не буду. Если хочешь пообщаться, ВКонтакте все ссылки под каждым роликом. Там я на связи. Знюха, привет, Костромы. Кострома, привет. У нас 550, ребята, человек уже. Да ну нафиг, нифига себе. Вот это круто. С Нюхой. Сколько мы в стриме, может? 50 минут. Белоруссия, привет. Давайте, ребята. Что там, кто-то булькает сегодня? Ну, понятно, что будни, вопросов нету, но может кто-то булькает. Давайте булькаем вместе. Кто там, ну-ка, подняли. Когда Коми Рыбаку? Ну, в этом году точно, ребят, не поеду. Коми Экшен, здорово, Андрюха, с днем рождения. Здоровья. Спасибо, это тоже свои ребятки на связи. Рад видеть, пацаны, что не забывайте, поддерживайте. Ох, понеслась, ребята. Вот это нормально. Скинь номер карты, поздравлю. Номер карты в описании, ребят. Если у кого есть желание, можете поддержать. Буль за твое здоровье. Вот, Павел тоже булькает. Блин, ребят, прошу прощения, отвечаю, не вывожу. Просто не вывожу. Еще маленький почерк такой. И тут вообще очень быстро. Андрюха, тебе стоит задуматься, что почаще стримить. Да, ребят, да можно, конечно, но, блин, вообще, вот так, видите, многие ругаются, потому что пропускаешь, не читаешь комментарии. Ребят, ну не успеваю, реально, очень много. Если бы они шли, конечно, там потихонечку, там я бы каждый прочитал.
Андрюха, когда к Коме Рыбаку? В этом году точно не поеду, но был, ребята, есть ролики с Геной, там прям жили тоже нормально, там прям балдели. И зимой, и летом я был у него. Описание в Ютубе. Как дела у Лехи? Ну, уже отвечал на этот вопрос, но понятно, что кто-то новый залетел. Да что-то пьет. Было день рождения у него, звонил. Сейчас за грибами ездил, смотрел грибочки там. Как раз в ту сторону, за деревню ездил. Что с магазином. И, короче, бухает. Не знаю, что бухает. Хотел собаку посмотреть, как она вообще подросла уже, блин. Андрюха, что с магазином? Ребят, осенью мы магазин с Ларисой Юрьевной закрыли. Были обстоятельства, так что, ребят, тут даже не дело то, что вывозили, не вывозили. Ну, так получилось. Тут уже было, там надо было, короче. Привет с Микуня, с Днюхой, Саня. Микуне привет, тоже Республика Коми. Здорово, пряник. Здорово, Бублик. С Днюха, Андрюха, привет из Кемерово. Здорово. На камеры рыбалил. На камере были зимой, кто не видел. Весной. Проиграли. Как погода у вас, Алексей? Погода, ребят, второй день тепло. Так дубак был стоял. Что с твоим магазином? Закрыли, ребята, осенью полностью. Быстро, максимально закрыли. Распродали. Все даже стеллажи, все продали. Зачисление в банк 300 рублей. Спасибо. Ну, не вижу от кого. Что с твоим... Данила, ну все Данилу не интересно. Говорю, закрыли, ребята, закрыли магазин. Были свои обстоятельства, пришлось закрыть. Ну, потом поняли, что, наверное, может быть даже и зря. Ну, что не делать, все к лучшему, мне кажется. На кому нужно сейчас ехать, леща ловить? Все правильно, да. Владимир сегодня с пацанами выезжает. С кем мы были как раз там, они туда сегодня едут. Вот именно в то место, и там будут рыбачить на фидер. Где кореш Илюха? С Илюхой уже 1,5 года, ребят, не общаемся. Забань Данилу бесит прям. Дань, слышал, да? 320 рублей. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич, спасибо. В Ульгарте есть родня? Дрюня, в Ульгарте есть родня? В Ульгарте нету, ребят, никого. В Сыктывкаре у меня есть тетя. Тетя. Это получается у моего отца брат старший, это у него супруга. Тетя есть в Сыктывкаре. Тетя Таня. На рыбалку с устающим не собираешься? Перевод Артем Евгеньевич 150 рублей. Артем Евгеньевич, спасибо. С устающим, да, возможно, поеду к нему в гости на избу его. Баню там строят, пацаны молодцы. Саня на связи, сегодня звонил, поздравлял меня. Так что я со всеми, кто рядом, блогеры с Республики Коми, тем более, со всеми ребят на связи. Привет, Сыктывкар, с Днюхой. Сыктывкару привет. Понял, мы однофамильцы. Что с твоим магазином? Даня опять, короче, мутит воду. Даня, тут уже на тебя ругаются люди. Алтай почем брал? Смотри какой, ребята, у меня 2 Алтая. УП-3 и УП-1. Это было давно и неправда. Сейчас цены смотрю, я просто в шоке. Что они стоили, что они сейчас просят. Вообще жесть. Конечно, не знаю, почему так цены растут. Как-то надо, мне кажется, наоборот, как-то делать, ну, средняк для рыбаков. Скоро 100 тысяч подписчиков. Да, 100 человек, ребят, там плюс-минус осталось. Калининград на связи. Калининграду привет большой. Уважаем. Вопрос, куда... Блин, ребят, где Серега? Какой Серега? Привет. Блин, ребята, с Русланом Шемякиным нет планов. С Шемякиным, ребята, в этом году будет 100%. С Шемякиным Русланом на связи, конечно. Руся, красавчик тоже, молодец. В этом году я к нему поеду обязательно, ребята, ближе к августу, на Иону секретную речку. Там у него пушка-бомба, петарда прям, понятное дело. Там рыбейки прям жесть. Лариса Юрьевна там огородики у меня сажает, а я тут с вами, ребята. Знаком с Юрой Тетериным. Знаю этого парнишку, ну не знаком, ребята, не знаком. Ну, знаю этого парнишку. Не смотрю, честно скажу, ну знаю.
с Максаковки. О, Максаковка, Сыктывкар тоже, привет. Калининград на связи. Короче, тут вообще жесть, ребята. Что творите? Тут и ВКонтакте, короче, и здесь, ребята, накидывают. Пухлый Серега, Константин Петров. Это который с Кирова Серега. Серега похудел на 30 килограмм, ребята, чтобы вы понимали. Весил 100, там, 130 с лишним. Сейчас там стройняшка прям там уже занимается. Такой молодец. Рыбалка по-мужски знаком. На связи, конечно, конечно. Это тоже наши ребята. Инта. Город Инта. Так что с ними тоже на связи. Ну, лично, а так, я говорю, ребята, со всеми. С кем. Привет, Емвы. Емве привет огромный. От Илюхи Брылякова салам. Илюха даже как будто знакомая. Он самый, Константин. Ну да. Серый похудел, там все нормально. Парень рубаха, ребят. Кстати, вроде как даже разошелся со своей женой, девушкой. Не знаю, как там, что у них там. Сейчас вроде холостой даже, короче, парняга. Перевод Антон Иванович, 1000 рублей. Да ну нафиг, ребята. Десятку закинули. 10 тысяч, ребят. Спасибо большое. Спасибо, ребята, за поддержку. Прямо от души. Реально. ГСМ Азатарю, чтобы все нормально было. Ирюне пивка начисли. Юрина там стоит у нас в позе этого. Комары, наверное, там 100 рублей Федор Васильевич закинул. Спасибо. От души с Максаковки. Максаковки, привет. У нас даже там родственники какие-то, тетя какая-то даже у мамы там. Не знаю сейчас там как все. Привет из Крыма, с днем рождения, Андрей, удачи и здоровья тебе. Крыму привет большое, Серега, спасибо. Уважаемый Андрюха, поздравляю с днем рождения, всех желаний. Вопрос, хочу купить мотор Гладиатор 9.9, что можешь сказать? Успел. Фу. Бери. Ну, опять же, ребята, Китай. Сами понимаете, это я так понял, что Китай это как попал, не попал. 200 рублей Эдуард Валерьевич закинул. Спасибо. Потому что вот я 3 года, ребята, 3-й сезон. Ну, у меня, он с первого раза, ребят, заводится. Я даже вот так говорю, всегда на камеру снимаю. Он с первого раза, ребят, заводится. Я его там не драчу, не дергаю. У меня знакомый взял, и у него сразу что-то на холодную, на горячую, он, то бишь, на холодную заводится, поработал, прокатился, заглушил, на горячую у него не заводится, что-то там, потом этот порвался, что-то там. И, короче, он там мучился с ним, по гарантии все возил. Смотрю, продал, нафиг, говорит, он мне надо. Не будь как Ромарио Агро, не пропади. Да нет, ребят, пока на связи. Я, кстати, за Ромарио Агро знаю. Не знаю, где сейчас он находится. Молодец, как бы парень такой, красавчик. Я даже, наверное, из-за него вообще снимать начал ролики, ребят, потому что парень рубаха, душа, молодец, как бы, реально. Сейчас бы миллионником был уже 100%. Что игнорируешь, Михаил Олейник пишет ВКонтакте. Мишаня, если ты на стриме, то извини, я тут немножко говорят на слово Ромаре, совершенно верно. Что с Илюхой не поделили? Да вот я сам не пойму, что не поделили. Это вот именно, как бы. Короче, ребят, давайте этот, что-то так, что-то так. Не буду я, конечно, все выносить, как ссоры из избы. Тут свое, как бы, лично уже. Понятно, что с ним много времени провели. Мы постоянно с ним вдвоем только и двигались, как бы это был напарник у меня. Но так получилось. Так получилось, и ничего не поделать. Блин, это потухло. И сразу комарики начали долбить, блин. Андрюха, когда в гости пригласишь? Павел Зубарев пишет. Ребята, сейчас вот все наладим. Гаражик доделаю. И давайте, ребята, я, наверное, сделаю выезды. Давайте скооперируемся. Может, кто-то совместно приедет. Короче, я буду делать, ребята. И Олег дал добро на избу. Короче, можно туда будет залетать еще коллегу. Кто-то в палатках хочет подвигаться. У меня, ребята, 2 палатки, печки. Все есть. Будем баню ставить. Будем балдеть. С рыбалки, да, видите сами. С рыбалки плохо. Возможно, от Юры Елькина привет. Юру Елькину привет. Это свои люди, ребята. От души с Кирова. По рыбалке попадет, не попадет. Ну, что-то стараемся, что-то всегда ставим. Ну, сами видите, ребята. Так что тут вот как-то так. Ну, если вы есть желание вам приехать, конечно, то да. А если прям хотите тут атрофеиться, каких-то там, какую-то крупную рыбу поймать, то
ребят, ну, начать не стоит. Надо ехать в другое место. Рыбалка рыбалкой в такой компании. Ну да, ребят, посидеть, понятное дело. Ну, говорю, в принципе, все у меня для этого сейчас есть. Все. Так что можно залетать будет, что-нибудь будем придумать. А ТВ-канал знаешь, о рыбалке не только устаю. Ну, конечно, только сейчас разговариваю. Саня сегодня даже звонил, поздравлял. Давай ждем от женой, Сергей. Так, просто с тобой поводиться. Ну, поводиться. С кем, говорит, повелся, от того, говорит, и это, да? Привет, ты лучший, хорошо. Стримы делаешь. Да, спасибо, ребят. Да я вообще не стример, на самом деле. Тем более с телефона, ребят, это не делается. Сами понимаете, это надо нормально сидеть с компьютера. С днем рождения, братка, здоровья тебе и твоим близким, Алексей. Подвиги. Лех, спасибо. А повидаться. Ого-го. Ну, конечно, ребят, да без проблем. В этом, говорю, сезоне сделаем. Если вы как бы прям есть у кого-то желание, давайте что-нибудь замутим. Канал Лютые Походники слышал. Питерский вроде канал. У меня, кстати, земляк туда переехал. Сейчас с ним там частенько тоже двигается. Он тоже с Республики Коми был. С Днюхой, с днем рождения. С днем рождения, шличное здоровья, настроение. Привет из Анапы, Евгений. Анапе привет. Как погода, кстати, в Анапе? Мне кажется, там, наверное, у вас уже четко, тепло, да? Днюха, бро, привет с Москвы. В Москве привет. Андрей, читай. Юлия Михайловна. Да стараюсь, Юлия, но не получается. Ты был в Карелии? Никогда в жизни, ребята. Салам алейкум с Казахстана. Салам, ребята. Happy birthday. Спасибо. Привет из Костромы. Кострома, привет, Дрюня, с днем рождения. Привет с Любицкого района Новгородской области. Удачи тебе в твоих рыбалках. С днем рождения. Счастья, здоровья. Спасибо. Успел прочитать, ребят. Спасибо, пацаны. Давайте. Кто там булькает? Давай булькнем. Вон, сижу уже час, кружку, и, ребят, еще не допил пива. Казань с тобой. Все, там пацаны погнали. Дрюня, с днем рождения. Спасибо. Привет из Татарстана. Татарстан, привет. Был у вас, ребята. Очень красиво у вас. Андрюха, врать не буду. Сегодня 10 с утра плюс... в 10 утра плюс 30 было. Ну, жара уже, конечно. Только тоже булькнул брат. Иртыш тебя ждет. Вот на Иртыш, ребята, я бы сгонял. Блин. Оп, Иртыш, Лена, Енисей. Это вот эти реки, которые прям я посетил, прям не знаю. Сами понимаете, для чего. Потому что там просто жесть. Там просто рыбалка. Контакт разрывается, ребята. Тут разрывается. Привет с Вельска, Сергей. Спасибо, Валерий. Микс на связи. С днем рождения. Спасибо, Валерий. С Волгограда привет, Алексей. Добрый вечер, Андрей, с днем рождения. Здоровья, счастья тебе, твоим близким. Спасибо. Твоей семье, извиняюсь. Привет, Свельска. Спасибо, пацаны. Река Урал. Серега, Тимезнюха тебе от жизни, ну, по жизни, наверное. Самогон гонишь свой. Пытаюсь все, ребята, что-то нифига с меня не самогонщик, нифига. Так что не знаю. Самогон аппарат все лежит, готовый, новый. Не знаю. Я знаю, что, может, кто-то там прям такой умелый. Хотя у нас по деревням катаюсь, ну, у нас уже никто там водку не пьет, пиво не пьет. Даже пиво свое делают. Представляете, друзья? Всем день рождения. Сейчас пропадает, что-то там пишут. С Нюхой. Днем рождения. Макс из Москвы, как... Так, с днем рождения, Андрей. Макс из Москвы, как признать, может, чего? Не понял. Ухта смотрит. Ухте, привет. Уставич наученный. Ну да, уставивка есть у него, да. Это точно. Саня там прям уже такой прям опытный. С днем рождения, Андрей. Тёма, спасибо. Андрей, YouTube закроют, на какую платформу перейдешь с днем рождения? Обнял. Яндекс.Зен, ребята. Яндекс.Зен на связи. Ссылки под каждым роликом.
Залетайте, поддерживайте, ребята. 7000 там у нас уже. Как может к тебе приехать? Марсель пишет. Ребята, ссылочки есть в описании. Пишите ВКонтакте. Понятно, номер, ребята, я не оставлю, потому что, ну, разорвут, во-первых, мошенники и всякое разное. Пишите, а там спишемся. Там уже я свои координаты оставлю. С Тобольска, Тобольску привез. С днем рождения, Андрей. Всех благ. Брянск. Брянск, Москва. Рассмешили меня, вот ты, блин. Юлия пишет, читая, сейчас, говорит, рассмешили. Ну, значит, все нормально. Привет. Не видно, ребята, и быстро уходит. Я не могу сосредоточиться прям жестко. Вот говорю, что минус телефона, я просто не... Здесь минус стримить, потому что вот все пролетает. Сколько лет пишет Дрю? 32, брат, старый уже. Почему мало показываешь Юрину? Я говорю, ребят, сейчас у нас вот поменялись моменты. Юрина вышла на работу, на новую. И сейчас прям вообще очень редко будет на канале. Но у нас сейчас есть, мы ездили сейчас семейный ролик, ребята, будет скоро на канале. Про ебейки там проиграли, сразу говорю, ну, выспались, побалдели. Юрина там, как обычно, наготовила, я там просто балдел. Ты куришь, Алексей пишет, курю. Есть такое дело, есть грешок за мной. Свою еду построишь, не хочешь для себя, то, ну, я уже рассказывал, ребят, что ее просто сожгут у меня нафиг и все. У Лего там спокойно, ребят. Мы сколько там живем, я там хоть одну бы лодку видел. У нас здесь же все-таки, у нас здесь, конечно, активность большая. Воркута на связи. Привет. Алекс, передай привет Курганской области. Курганской области, привет. Всем привет, ребята. Чем увлекаешься помимо рыбалки? Да, чем, ребят? Да, в принципе, ничем таким особым не увлекаюсь. Ничего там не коллекционирую, там, не знаю, там, живем как живем, что, деревенская движуха, всегда что-то какая-то есть, всегда есть работа, всегда есть какие-то занятия в каждое время года. Зимой снежка покидать, летом траву покосить, огороды, картошку посадили, слава богу. Свози на рыбалку, брат Алексей. Я говорю, ребята, все будет, все будет. Я все там сделаю, публикую, там все четко будет, все нормально. Рыбалка в Тюмени планируется? Да нет, ребят, в Тюмени никогда не был вообще. Свое пиво замучиться ждать. Ну да, я не спорю. Ну, делают. Что куришь? А как обычно, ребят, я как в армии подсел на Винсон X-Style. Так все и сижу, получается, уже 10 лет. Как вот сижу на этом Винстоне X-Style. Дорогой, зараза, уже, ребята, курить просто уже, блин, не то, что здоровье вредить, а просто уже дорого прям, вообще, жесть. Бросать курить, и Кутя пишет, да, согласен с тобой, надо все это бросать. Тафалар, начальник с днем рождения. Ребята, Тафалар на связь вышел. Женя. Привет, Женек, спасибо. Спасибо, братан. Кстати, у Тафалара, ребята, сейчас акция, я вам говорил уже, что по промокоду Дрюня, ребята, кто пытается сейчас или задумывается что-то там придумать по технике, мотособака, вообще любой комплектации, лонг, 600-ка, парни, ребята, сделают 10 тысяч рублей скидку. Это хорошая, ребята, скидочка, мне кажется. Так что, кто задумывается, ребята, брать осенью, берите сейчас. Пацаны сейчас немножко развязаны, спокойно, они могут сделать сразу все красиво, потому что осенью пойдет ажиотаж, и опять будет спрос, и будете ждать очень долго. И у них, ребята, вышли новые мотособачки, то бишь пацаны сделали так, что она сейчас стоит 110 тысяч рублей. И даже по промокоду, ребята, у вас выйдет мотособака в 100 тысяч. Мне кажется, это хороший вариант, ребята. Кто задумывается, думайте, ребята, и думайте побыстрее, потому что версия ограничена. Андрюха, брат Рыбацкий, привет, Сосногорска, сдаете, ты огромный, молодец, с днем рождения. Павел Козлов пишет. Сосногорск, это тоже Республика Коми, ребята, спасибо. Так, салам, с днем рождения. Ренат пишет, спасибо, родной. Кирова, с днем рождения. Блин, вот так сосредотачиваться, ребята, на такие маленькие буквы, прям, я прям немножко устал.
Я с тобой сначала, Дрюня, Леха Рыков. Спасибо, родной. Вот есть люди, которые... Почему сожгут? Да потому что, ребята, сожгут, 100%. У нас вот уже сколько из пожгли. А мою точно зажгут. Узнаю, что это моя, и 100% сожгут. А я какую-то забегаловку тоже бы не хотел делать. Охота бы сделать там все красиво, все построить четко. Ну, сожгут 100%, ребята. И я уже делал опрос. И мне люди реально посоветовали: Андрюха, продвигай свой кемпинг палаточный. Не будешь зависеть от места, будешь мобильный. Сегодня здесь, завтра там. И к избе будешь привязан, будешь постоянно в одном и том же месте, а здесь, ну, сами знаете, сегодня здесь, завтра там. Реально это как бы намного удобней. Ну, неудобнее в тем, что это все надо поставить, расставить, собрать это все и сушить это все. Ой, ребята, это, конечно, так смотрится с одной стороны, а, блин, делов очень много, конечно. Все это постоянно расставлять. Летом еще как-никак, а зимой очень тяжело. С днем рождения, Андрюня. С днем рождения, Евгений Владимирович. 3000 рублей. Евгений Владимирович, это как раз она Женек с Тафовары, ребят, трешку закинул. Представляете? Спасибо, Женек, от души. Спасибо, родной. Сколько тебе? Где друзья, ребята? Да вот вы все сами здесь. 32, ребят, старый уже. Слышь? Озон, Запад, слышь? Сколько тебе? Где друзья? Ну вот, ребят, я говорю, уже вначале говорил, уже мы час 10. Не хотел отмечать вообще ничего. Потому что завтра на рыбалку, да, и как бы 30-ку отмечал, как бы, ну, так что. О, Женя прочитал про Тафовар. Сергей Смирнов. Андрей, наших мужиков на СВО поддерживаешь? Поддерживаю, да, ребята, поддерживаю, конечно. На связи, я знаю, пацаны там, тот же Женя с Тафовара, ребята, он красавчик, там раскладушки делал, там печки. У парня свой бизнес, я имею в виду по мотособакам, работает железом, и пацаны там делают красиво, так что тут, конечно, ребята, как бы, как-никак, поддерживаю, естественно, поддерживаю. Моих пацанов много пошло. Я был там, ну, короче, давайте за политику, ребят, не будем общаться, уже сколько раз говорил. Такие вопросы не задавайте лучше, как бы. Тут все-таки канал о спокойствии, о природе, о рыбалке. Контент делается для того, чтобы спокойно посидели, расслабились, отдохнули и так далее. На рыбалку возьмешь? Конечно, возьму, ребят. Все будет в дальнейшем, все будет. Кто на избу, ребят, коллегу хочет, пишите. Свозим. Антон Викторович, да ну нафиг. Антон Викторович, ты кто такой? 5000, ребят, закинул. Да ну, вы что, там с ума сошли, что ли, ребята? Ты опять эту гадость поджег. Трутовик. Да не трутовик, ребята. Это вон это. Ну, да, трутовик. Кстати, трутовик, ребята, многие говорили, таежники, что типа помогает. На самом деле он не помогает, ребят, от комаров. Я вам на своей шкуре говорю 100%. Антон Игоревич, спасибо, конечно, за такой донат. Это очень, конечно, для меня большие деньги. Ну, спасибо большое. Прям от души. Прям не знаю. Непривычно видеть Панаме. Ну да, ребята. Ну, мои девки взяли Панаму. Дочка пошла на площадку, ну, как типа, как летний, тут у нас летняя площадка. И что-то я говорю, а я тоже в теме, давайте тоже кепку себе возьму, такую панамку. А двух китайцев-близнецов салам. А двух китайцев-близнецов салам. Ну, я примерно понимаю, возможно, не понимаю. Если это визинга, то пишите, ребята. Как Жига поживает? Ребята, Жига сгнила, просто за год сгнила, вся уже рассыпалась. Ну, я взял ее, конечно, за копейки. Пацаны там мне сделали красиво. Ну, видно, что ее полили, замазали как-то ее, короче. Она так блестела красиво. Год постояла, гаража нету, ребят, стояла на улице, конечно, хранилась. Сгнила, ребята, просто лисичка стала. Я сейчас ее называю лисичка, потому что рыжая. Ну, короче, ездит, гремит, короче, жопу возит, да и ладно.
Понятно, что охота, конечно, и какой. Да у нас дороги, ребята, до деревни доедешь, без колес останешься, блин. Это жесть просто. Что жена подарила? Любовь подарила, ребята, любовь. Давайте за любовь. С днем рождения тебя, всего самого хорошего, здоровья. Так, с днем рождения тебе, всех благ, Андрюха. Спасибо, Алексей. Димон, Андрюха, лови толстовку. Ремингтон в честь Нюхи. Андрюха, лови толстовку. Ремингтон в честь Нюхи. Немножко не понял. С днем рождения, уважаемый. Побольше здоровья, всего самого наилучшего. Андрей Альянов. Ну да, ребята, будет здоровье, будет этот. Так, Андрюха, ответь уже, с Юрьевной планируете сына? Будешь много знать, будешь плохо спать. Давай так, не бери за оскорбление, просто как бы, ну, давайте там какие-то моменты так будем оставлять уже тут за кадром. Андрюха, с днем рождения, привет из Белгорода, Щебекина. Белгороду привет. Андрюха, тебе здоровья. Саша Чеботарев. Привет, Андрюха. Андрюха, тебе, брат. Дай, брат, чихнемся с тобой. Давай, брат, с тобой чихнемся. Буль-буль. Андрюха, с днем рождения. Будь здоров, счастлив. Видосы твои смотрю, все четко у тебя. Продолжай в том же духе. Спасибо, брат. Блин, не успел опять. Подарок высылаю, Димон. Если какая-то толстовка, ты за это договорил. Спасибо за толстовку. Лично вообще, в общем, я понял. Лично, в общем, я понял. Ну да, Павел. Ну, конечно, как бы, что там, туда-сюда. Ну, если будет, то будет, конечно, там все будет. Ты хороший парень, Расим. Ну, спасибо, брат. Ты тоже, наверное, хороший человек. Андрюха тебя, Андрюха. Спасибо. Второе, остальное купишь. Ну да, будет здоровье, ребята, будет и все. Выпей за твое здоровье, за твою семью, Расим пишет. Взаимно, взаимно, ребята. Семья это прежде всего, конечно, семья. Потому что, мне кажется, ну я всегда за семью топлю, потому что это самое то, что у нас есть ценное. Какой каракат советовал? О, по каракатам, ребят, вообще ничего не скажу. По каракатам точно. С днем рождения, братюнь. Хей, Пепел, с днем рождения, братюнь. Привет, пацаны. Андрюха, братишка, с днем рождения. Рыбацкого счастья тебе, мира и добра. Виталий написал. Саша Салин. Дрюня за Чехоню ездил с Нюхой. Когда был на Волге, ребят, на фидер попалось 2 или 3 у меня чехони, такие сабли. Вот это борец, конечно, и поклевка четкая. Закинул в садок, через 15 минут, смотрю, всплывает. Походу слабая, да, ребята? Ну и сказали местные, что, ну, это вообще как у них грязная рыба, только солить ее, а так она не жареная, не вареная, не вкусная. Ну, мы когда на Волге были, всю рыбу отдавали по родственникам у Дамира. Я домой ничего не привез. Анна, братуха, привет с Ульяновской области. Но это, скорее всего, не Анна пишет. Олег, тебе Андрюха с Нюхой поздравил. Олег меня поздравил с утра, ребята, уже в 7 или в 6 утра он в WhatsApp мне там закинул такую приколюху. Подарок, говорит, приготовил на кордоне, говорит, поздравлю. Рекорд веса по щуке. Рекорд веса по щуке 5700, ребята. Рекорд. И, кстати, зимой. Мы, кстати, с Юрьевной достали ее. Есть ролик, Юрьевна доставала, потом, говорит, я, говорит, не могу, я вот ее перехватил и забрали. 5700, ребят, ну, не знаю, большая, небольшая, но, ну, в принципе, для меня как трофей. Причем зимний, Насколько самый большой трофей? Самый большой трофей, ну, вот все в районе, ребят, 5 с копейками. Стерлядь, налим, щука, судак. Судака ловил на 4 с лишним, ребята. Хотя у нас его практически нету. А по налиму у меня вышел 4400. Самый крупный налим. 4400. И тоже, кстати, весна, ребята. Есть тоже ролик на канале. От Ирины Пархачевой привет. Ирина, привет. Большой привет. Нюха, с днем рождения. Рыбалки тебе из Германии смотрят. Александра, спасибо. 521 человек на канале. 622 лайка, ребят. Ах, красавцы вы мои. Прям душа радуется за такую банду. Вообще
Я всегда знал, что у меня, ну, живые люди как бы на канале, и как бы я даже горжусь этим, что у меня на канале реально живые люди. С днем рождения, дядька. Мурманск. Ту, Тулом, Тулома. Мурманск, Тулома. Спасибо, дядька. Привет с Республики Коми. Здорово. Привет, брат. Приезжай в Саратов, половим от души. Саратов, да, Саратов тоже наслышан. Ну, там уже Астрахань не за горами. Мне кажется, рыбалка у вас хорошая. Адрес, скажи, пожалуйста, зимняя палатка сколько, насколько? Заранее благодарю. Это если это большая, УП-3, это получается 4 на 4, 16 квадратов. Ну, там нет 16 квадратов, потому что она зонтовидного типа. Ну, может, квадратов там 13 будет. Очень большая палатка, ребята, кайфую от нее. Большая, вместимая. 3 раскладушки, комфорт, плюс стол, плюс печка, плюс дрова, плюс весь шмурдяк. Все залазит в нее и вообще четко. Если без печки, то можно там 5 раскладушек спокойно забить. Вообще без проблем. А семгу насыса не люблю никогда, вроде в нерез в районе Кожима. Не Кожима, а Кажима. Есть такое, в Кажиме даже есть нерестилище было. И посысали, дядьки мне уже говорили, взрослые, видели 3 раза за свою жизнь, когда поднималась семга на нерез. Представляете, ребята, по моей реке поднималась семга на нерез вверх. А это вообще жесть. С днем рождения. Из Чапаевска. Я думаю, Череповска. Так, спасибо. С днем рождения, мужик. Вагон здоровья тебе и близким. Спасибо, брат. Андрюха, в 5-й раз тебе с днюхой. Передай привет Аучевску. Ну что-то у тебя со здоровьем или с настроением без... Блин, вообще, ребята, быстро-быстро. За здоровьем все в порядке, ребята. Настроения нет никакого, да. Какой-то области. Республика Коми, ребята. Это не область, это Республика Коми, как и 500 рублей. Антон Викторович. Спасибо, братан, от души. Республика Коми это как и Республика Карелия, Республика Беларусь, такая своя республика своеобразная. У нас есть свой национальный язык, у нас 9 городов, куча сел, деревень и так далее. В общем, вот как-то так. Я сам из деревни. Привет из Беларуси, Вова. Гвоздик. Вовчик, привет. Мария Золотовская, привет. Как девчонки? Привет Ларисе Юрьевне, Карине Андреевне. И с днем рождения. Пусть дела только ввысь. Классный комментарий. Спасибо большое. Девчонки, все хорошо. Как будто лето немножко у нас наступило. Так что ничего, нормально все. Живы будем, не помрем. Салам из Казахстана. Казахстану большой. Тоже салам. Кстати, ребята, многие, может, не знают, как, кстати, переводится салам алейкум. Вот скажите мне, пожалуйста. Только, ребята, кто с той среды, не пишите. Пускай я вот хочу послушать. О, Знюха, братуха, Федор Северов. Только ВКонтакте не писал. Родной, спасибо. Напишите, пожалуйста, как переводится, ребята. Мне просто интересно самому. Знаете вы это или не знаете? Пацаны, не пишите с тех районов, потому что я знаю, что вы знаете. Как переводится салам алейкум? Так, Сан Саныч пишет: здравствуй. Здравствуй, это или переводится, или ты мне привет передаешь. Сан, здравствуй. С днем рождения с Англии. Нифига себе, Англии, привет. Андрюха Фарто, Масти, Вован. Привет, я из Латы, с днем рождения, тебе здоровья. Спасибо, пацаны. Блин, вообще разрыв, ребята, разрыв. Привет, с днем рождения. На связи, ребята. Каких блогеров ты смотришь? Да, я, ребят, на многих подписан, вообще как бы, ну, курсирую. Смотреть не, может, не смотрю, но подписан на многих, ребята. Знаю блогеров всех известных, неизвестных, всех коми знаю. Михневич Лидий. Лидий, привет большой. Здоровья и хорошего лета и настроения. Мир вам. Вот это правильно. Паша Ковалевский поздравил. Звонил недавно вечером по WhatsApp, позвонил. Как лодочка огонь. Да Марс. Вообще, блин, не нарадуюсь, ребята. Блин, вообще не проиграл. Так доволен. Сейчас взял тен на нее. Короче, прям кайфую от нее. Каких блогеров ты смотришь? Ну, только ответил на этот вопрос. Смотрю, ребята, многих. Знаю всех. Вот
Спроси, за кого, отвечу. У кого ты смотришь. Я тебе скажу, что знаю его по-любому. Переводится «Мир вам». Все верно, ребята. Многие говорят, что это типа «Здравствуйте», там, туда-сюда. Это даже не «Здравствуйте», это «Мир вам», да. А, а когда ты отвечаешь «И вам мир», все правильно. Лидия Рай. Рау. Я Лиде передавал привет. Лиде привет, говорю, хорошего настроения, лето, улыбок побольше. Девочкам улыбок побольше настроения. Каких блогеров ты смотришь? Опять, да ну нафиг. Благоручия, ни хвоста, ни чешуи. Привет с Питера. Роман пишет. Питеру привет. Юрьевна, кстати, машину завела, поехала до дома, походу. Спасибо. Да не за что, что. Я просто немножко не успеваю, ребят, извините. Деревенский буни канал смотришь. Знаю двух пацанов, да. Серега там вообще топит. Красавчик вообще. Чисто за него бывает и поглядываю, потому что он там такой живчик, молодец. Прям за него прям, ну, чисто, наверное, смотрю. Братья Приходько знаешь. Ну, конечно, это же ребята наши тоже с Республики Коми, город Вуктыл, два брата. С ними на связи Иван и Денис. Эх, Нюха, сотка не успела, но уже совсем скоро. Да, братан, скоро. Там осталось 100 с копеечками человек. Так что на днях уже, ребят, сотка. Ну, 2 праздника тоже много будет. Так что с одним пока разберемся. С духа тебя, мужик. Сибирское здоровья мужского, рыбалка, клёвая, семейного благополучия, много удачи. Краснодар на связи. Блин, спасибо, ребята, за такие, конечно, комментарии. Прям четко. Спасибо, ребята. Прям реально, вот читаю, и все только вот такие четкие, прям не знаю, что сказать. Брат, что за наколка? Хочу себе. Виталий Давыдович. 2000 рублей. Да ну нафиг, ребята. Фига сегодня стрим. Прям 15 тысяч уже за 15 вышли, наверное. Офигеть. Татуировка, ребята, сами знаете, бесполезная. Ну, в таких местах, на шее, там, на руках, на лице, тем более, никогда, ребята, не делайте. Это второй паспорт, сами понимаете, потому что ну, она сделана не специально, ребята, не для какого-то там понта, кайфа, там, что-то я хотел этим доказать. У меня была травма большая, ожог очень серьезный. И вместо пятен и уродливых вот этих моментов я вот наколол себе вот эту татуировку. Как заслать посылку в ВК, писать для контактов? Да, ребята, ВКонтакте я, в принципе, со всеми списываюсь, и я в основном как бы там все вот эти моменты и обсуждаю. Дрюня, стопочку поднимаю за твою семью. Николай Филатов пишет. Спасибо, родной. Нюха с Новгорода. Пацаны, опять, короче, все проживал. Привет, Вова, я жива. Так что, ребят, спасибо большое, ребят, спасибо большое. Очень приятно, блин. Немножко даже задонатили. Какое пиво любишь? Я, ребята, пью или разливное пиво, или люблю крепкое пиво. Такие пиво мне не нравятся, на самом деле. Немножко разливного люблю. Я люблю, если выпить пиво, то люблю какого-нибудь крепенького выпить пива. Темного там такого. Ну, так в целом. А так, как бы, вот эти мягкие, вот что-то мне не нравятся, ребят. Привет с Питера, с днем рождения, здоровья огромного. Смотрим с сыном. Марсель, с днем рождения, Андрюха. Так, плюс от Юлии Максеевой. Девкам, говорю, только улыбок солнца, ребята. Рыбалка на Печоре канал смотришь? Рыбалка на Печоре канал. Нет, не смотрю. Знаю этого парнишку, но не смотрю. Да, одно время даже когда-то общались, но ну, как-то не общаемся, в общем, не смотрю. Ну, знаю за этот канал. А самогон деревенский? Самогон деревенский, ребята, это нормальный напиток. Это, чтобы вы понимали, ну, кто-то там, молодежь там немножко там балдеет виски, да, ребята, виски пьют. Так это тоже настоящий виски, я вам скажу, еще лучше даже. Понимаете? Так что у нас все деревенские тут нормальные напитки употребляют. Нюха всего самого. Дмитрий Иванов пишет. Спасибо. Бро, погнали в Карелию. Блин, с удовольствием бы там на острова сгонял, конечно, блин. Четко там тоже, я знаю, круто. Большой привет с Карелии.
Давай поднимем кружку с пивом, булькнем вместе с тобой, кто сейчас на стриме. Я поддерживаю, братва, давайте. Сейчас налью. У меня тут уже подзаканчивается. Я полторашку брал, ребята, и ну, он уже 1,5 часа, я только стакан допиваю. Нормально. А что за напиток рыбаков пили на кордоне? Лимончелло, ребят, называется. Это там, грубо говоря, тот же самогон, только с добавлением лимонных корок. Че? Все? Нет. О. Все нормально, ребята, на связи? Парни на связи, да? Потому что позвонили опять, сбили, короче. Ё-моё, думал, все, короче, конец. Норм, все норм, ну все норм, ребята. 429 людей сразу, короче, поулетали все. Ну, и говорю, вот это минус телефона стриме, ребята, потому что, ну, пацаны же многие не знают, поздравляют, звонят. Покажи Юрину. Юрина! Она, походу, в бане, ребята. Так что, короче, в бане точно не покажу. С Астрахани привет. Так и не булькнули в эфире. Давай, ребят, я налил как раз. Кто там на связи? Давай. Ну-ка, пену подняли. Ту-ду. Давайте, живу будем непомимо. Спасибо, ребята, за поздравления. Очень приятно. Че пьем? Нет, это не сидр, пиво, ребята, просто пиво. Со связи как можно подарок прислать тебе. Напиши ВКонтакте, Евгений, адрес вышлю, без проблем. Кстати, по поводу постоянно, когда я показываю распаковку, ребята, зрители канала, когда делают подарки, мне пишут, халявчик опять что-то там напросил. Нет, это вот просто люди вот пишут и спрашивают адрес и просто хотят сделать от души подарок. Водочку. Да не... Да. Да тут люди говорят, Юрину покажи. Сейчас Юрина зайдет, ребята, она тут просто на огородах у меня. Вся эта. Иди, Юрина тут. Сейчас, ребята, выйдет. Она такая вся в этом, в огородном, ребята. Так что этот. О, ребята, Всем Юрий. привет. Юрий на связи, ребята, все нормально. Кто там, Юрий? Братуха, приезжай в Самару, рыбачить будем. Блин, в Самару, ребята, 2000 километров я смотрел до Самары. Семейное хобби тоже мы смотрим. Тоже на связи. Привет, привет. Антон Викторович 500 рублей перевел. Антон Викторович, спасибо большое. Сачиска, привет. От тезки, с днем рождения, с днем варенья. Не бери в голову, дружище, люди просто, да. Когда на рыбалку поедешь? Завтра, ребята, еду на кордон. Коллегу отметим немножко. От Олега ништяк, братва, Вова Эжва. Так, пацаны на связи. Когда на Рябов пойдешь? На Рябов не пойду, ребята, потому что не охочу сейчас, не хожу. Здравствуйте. Здравствуйте, всем здравствуйте. Вот, Ирина, достань, пожалуйста, телефон свой, если у тебя он недалеко. Посиди с нами 15 минут, почитай комментарии, ну, со своего стрима. Ты читал? Юрюне привет, Юрюне тебе Николай Филатов пишет. Я бы показал, ребят, свой участочек здесь. Это, группа помимо то, что вот вы привыкли видеть, где постоянно сборы, это, чтобы вы понимали, это у мамы как раз. А здесь у нас с Юриной свой маленький участочек, мы его облагородили, взяли здесь и немножко здесь сделали баньку, небольшую беседку. У нас здесь собачка живет. Короче, вот так, ребят. Ну, не все так просто. У нас тут тоже своя немножко есть жизнь такая. Вот, ну так, немножко я тут у Юрия на огородике, короче, ну так потихоньку тут. Ну тут, чтобы вы понимали, борщевик борщевиком был. Тут здесь работы просто непочатый край было. И, кстати, когда говорили за пожар, помните, ребята, я говорю, что у нас был пожар, мы здесь построили баню с Ларисой, и у нас она сгорела со всеми инструментами, недоделанная еще. Просто начали решить топить ее, и у нас все сгорело здесь. И ничего, я не обленился, я, короче, все разобрал, ребята, все это погорелище, и построил новую баню. Короче, уже по-серьезному, уже с хорошей там уже противопожаркой и так далее. Какая порода собаки?
Вот, кстати, многие вопросы были за собаку. Это Лариса мне дарила щенка, лайки, да, Ларис, Да, на день рождения. западносибирская. Западно-сибирской лайки. Хотел взять себе помощницу, но в оконцове выросло чудо. Овчарка лайка, потому что Мгм. у заводчицы там во дворе была овчарка. И Кобель. мы звоним и ругаемся, как какого, блядь, они трубку не берут, нас кинули на деньги. И Лариса сказала, я говорю, ну, такую собаку мне не надо, значит, от нее надо отказываться, брать другую. А Лариса сказала, если ты ее тронешь, я тебя трону. Потому что она спала с нами маленькая на диване щенком и живет как... Она выжила у нас в пожаре. Помнишь, И, ее вы- спасатели. и она выжила у нас в пожаре здесь, и Лариса сказала, если ты ее тронешь, она живет у нас как, ну, просто живет как охранник, как, как сколько будешь жить, столько и будешь жить, ребята. Вот и все. Вот я не беру себе собаку, потому что у нас здесь есть своя собачка. И... Ой, У ты, нас Ларис, тоже почитывай комментарии, пожалуйста. читаю. Ну, нет, ты озвучивай есть какие-то. Я же, видишь, разговариваю, свои мысли доношу, а тут бывает, что ну, люди потом пишут, а я не читаю, они тоже многие... Андрей, расскажи, пожалуйста, про нож Русберг. Очень хочется отзыв. Сейчас будет, ребята, ролик на канале, да, в понедельник. Там будет все подробно показано, и все четко я там все расскажу, покажу. Так что, ребят, в понедельник, кто по поводу ножа спрашивал, ждите, будет ролик. Дрюню, жена у тебя красава. Жена, ребята, у меня вообще красотка. И многие спрашивают, кстати, как жена относится в таким твоим поездкам, всяким этим. Как, Ларис, ты относишься к этим поездкам? Ну, уже нормально. Уже нормально. Раньше ненормально. Стерлядь ловишь. Это Алекс... должны пройти были годы. Алексей, стерлядь ловлю. Ну, не показываю. Не показываю. Ну, в прошлом году, Ларис, мы не поймали ни одной, да? Нет. М-м. Ни одну мы не поймали в прошлом году. Ну, чтобы вы понимали, ребята, стерлядь не лисица раз в 4 года, и у нее свой характер. И надо знать места, и надо знать время, и, в общем, все это от этого связано. От Ирины Пархачевой привет. Не знаю. Это сидит, короче, прикалывается. Блин, ну, Где дочь? Она тоже блогер. Она дома. Гуляла, пока мы ушли. дома, наверное, да, уже, да, ведь? Да, дома, конечно. Тома, ребята, сидит, наверное, мультики смотрит. Когда на рыбалку поедешь снова? Завтра, ребята, завтра выезжаю. Завтра выезжаю. Вот сегодня почему не отмечаем? Потому что сегодня посидим с Юриной немножко, покушаем. Так, стаканчик пива, 2 и спать. Андрюха, а саму-то у вас есть? Нет, самов нету, Валера. Самов нету, У нас ребят. есть налим. У нас как ни сазана, ни карпа, там, ни жереха, ну, я имею в виду, таких рыб у нас нету. Но у нас есть немножко своя другая рыба, потому что мы живем на севере, у нас совсем другая там немножко система и всего этого разного. С днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия. Спасибо, Алексей. Братишка часто теперь планирую двигаться с Олегом. Да, ребята, как бы, блин, так подружились, так вообще пацаны четко. Вот Лариса написала, всем привет. Ну, в принципе, реально круто, как бы. Ну, будем на связи, конечно. Понятное дело, что часто не смогу ездить, но вот сейчас планируем очередной выезд. Лариса говорит, что... Много куришь. Без обид. Да немного курю, ребята, я сижу и стряхиваю, я даже не затягиваю, сижу, стряхиваю, и как будто, вот видите, не затягиваю, сижу туда, я просто стряхиваю, вот и все. Сейчас вот отвернусь, хоть немножко закурю. Из Ростовской области с днем рождения. Здоровья тебе всего. Спасибо, пацаны, спасибо большое. У нас там был уже стрим, там Ямало-Ненецкий автономный округ. Тоже с днем рождения. Ямал тоже, там на Ямале, ребята, рыбейки тоже, ох, как много. А мне кажется, Олежа тебя используют. Интересно, ребята, о чем, конечно, используют. Дядька вообще мировой на самом деле. Мне очень как бы зашел по характеру, по душе, потому что тоже рыбак, тоже он двигается. Он знает нашу рыбалку, что надо здесь работать, надо выставить кучу снастей, кучу вообще, ребята, всего, чтобы что-то добыть, поймать. Потому что у нас рыбалки халявы вообще нету. Павел Сухарев, Лариса Юрьевна, привет. Береги своего мужика. Обязательно я берегу. Да бережет как может, ребята. На самом деле, как бы, ну, она меня поддерживает, я говорю, вот, и каждому рыбаку вот такую супругу, что относится вообще с пониманием, как бы, к моей вот этой, всей вот этому хобби, прям, ну, вот этому всему.
Она как бы не каждая. Ну, раньше, говорю, было у нас, она также не... Миха Олейник. Лариса, привет. Мой коммент прочитай. Прочитала. Так что, ребят, Миха Олейник. Мишаня, привет. Привет. Так, Занули с днем варенья. Занули, привет. Это Республика Коми, ребят, тоже, я так понимаю. Если бутылка, то я знаю. Ну, что-то типа с такого расчета. Так, Астрахань на рыбалку. Сочи. Айда к нам Астрахань на рыбалку. Хороший ты парень. Ну, ребята, если пригласите, мы приедем. Я вообще хочу супругу с дочкой вывести вообще вот как бы, и чтобы была рыбалка, и было чтобы тепло, и чтобы как-то они как-то там балдели тоже, и вообще как бы вот что-то такого хочу. Игорь Дубинин, Москва, Ховрина тоже Виталий, передает поздравления. Олежа красава такой не подведет. Да, конечно, не подведет, ребят. Там, там реально дядька мировой, как бы. Ему что десяток, но он уже так как чувствует себя так вообще нормально, бодро. 484 человека. Так, Юрий, Доча звонит. дочь звонит. Доча? Доча звонит, ребята. Ладно, Юрьевна пошла. Там сейчас досаживает, ребят. Что, не знаю. Давайте что-нибудь пообщаемся, что-то еще как-то, может, там, подведем итоги какие-нибудь. Я рад всех ребят видеть. Давай в Крым. Добраться, блин, такая страна могучая. Конечно, у нас сколько можно тут двигаться. Мы давно наблюдаем за вашими приключениями. Из Эстонии поздравляем. Спасибо большое. Эстонии большой привет. С днем рождения, Андрюха. Где лысый Андрюха? Какой лысый Андрюха? Лысый всегда, Андрюха. Лысый, ребята, я броюсь, чтобы вы понимали, не стригусь, а броюсь под лезвие. Броюсь уже давно, уже, наверное, лет 15, наверное, ребята, под бритву. Даже когда был в армии, под полставы не положено было, я все равно брился. Я говорю, ну, надо же коротко стриженным быть. Ну, почему, если тут по тройку, я под бритву хочу. Так что, вот так, ребят. Ты красавчик, все твои видео смотрю. Спасибо, Евген. Ты с нами зимой как-то рыбачил на избушке в прошлом году. Петрович. А именно где? Не знаю, немножко объясни. Давай на Селигер. Да, ребята, да блин, вообще, конечно, по возможности бы можно было, конечно, съездить, посетить. Ну, говорю, блин, монету отключили, вот эту монетизацию. Хотя бы на дорогу там что-то как-то я там мог брать оттуда деньги. Сейчас не могу я просто с общего, ребята, котла вот это выдернуть и поехать. Ну, понятное дело, как бы там для себя рыбалку повидать, для вас поснимать. Ну, дома же тоже у меня здесь люди, как бы жена, дочка, мама, как бы у меня тут, я тут один, как бы, как говорится, ну, мужик, который сейчас есть. На кордон надолго едешь, Максим пишет. На кордон едем на 2 ночи, на 3 дня. Завтра выезжаем, день, ночь и домой. Как-то так. Попробуем, ребят, езя половить. У Олега должен я сейчас хорошо клювать. Вот. Попробуем половить его. Посидим с ночевками. Первую ночь посидим, вторую ночь посидим. Попробуем, ребята, прям посидеть. До 2, до 3 часов утра. Так хотим, короче. Братка сердца, снюхай тебя. Дмитрий Соколов пишет. Спасибо, родной. С днем рождения, Дрюня. Здоровья тебе и твоим близким. Спасибо, пацаны. Блин, столько вообще поздравлений. Это вообще жесть. Расскажи, про какую ловушку много ловится. Если на бутылку, то я знаю. Ну, что-то типа такого, ребят, не буду повещать, есть свои секретики. Олег сказал не говорить, как бы. Ну, понятное дело, вы не здесь, мы не с вами, но смотрят тоже местные, как бы, и понятное дело, ребят, есть какие-то немножко тут поправки. Да мы тебя любим, Роман Новиков пишет. Роман Новиков, привет. Новиков, тезка. Трофейного лова. Спасибо, ребята. Давай к нам в Крым. На морскую сплаваем. Да, ребят, было бы круто. Ну, кстати, на море я рыбачил. Мы были с Ларисой один раз в жизни на море в Сочи. Ездили своим ходом, ребят, чтобы вы понимали, у нас была пятнашка, развалюха, и мы поперлись 3500 километров в одну сторону. Это было просто что-то с чем-то. Ну, мы добрались, короче, там, и я рыбачил, ребята, этот ловил. Сайру, ребята, я ловил. Так что у меня даже есть морская рыбалка. Это было давно, конечно, неправда. Блин, моменты, когда под лед уходил
Были моменты, когда под лед уходил или лодка кверх ногами. Павел Сухарев. Есть видео на канале, я утонул, ребята. Утопил технику, мотособаку. Все имущество, что в ней было, все камеры потопил. И сам там ползал. Ох, не кайф был. Есть ролик, посмотри, на канале есть. Знюха, Андрюха. Ну, было, ребята, было всякое. И волки были, и всякое было. И проваливался тоже. Ну, самый такой момент был, когда я ночью утонул в темноте на озере один. Ползал, и когда я понял, что подо мной сантиметр, и вот так весь лед колышется, вот так, когда я встал, я понял, что это просто беда. Да, я очень заинтересовался твоим творчеством, очень люблю рыбалку, рыбу тут увидел оформить, был в восторге. Спасибо, спасибо. Сарай Петрович, поздравляю с днем рождения тебе, братан. Спасибо, пацаны. Пермь, привет. Привет. Антон Викторович 500 рублей перевел. Спасибо, Антон Викторович. Сегодня ребята прям задонатили, прям спасибо огромное. Я прям не знаю, ГСМом затарюсь прям вообще 100%. Есть у меня одна задумка. Стол у меня сломался, ребята. Ну, вот этот, который походный, весь уже разбух, пополнился, надо вот стол поменять. Сейчас с семьей ездили, стола нету, у знакомого брал, вот куплю стол себе, ребята. Спасибо, пацаны, от души прям. Четкие видосы были, когда ты пешком за налимом, когда у тебя ничего не было. Ну, четкие, нечеткие, ребята, было это, да. Пешком прохожено, я вам скажу, мама, не горюй. Это было вообще что-то с чем-то реально. И там было реально выживальщики. Ну, немножко растем, как бы. Не те времена, ребята, уже, понятное дело. Но это все делалось именно для этого, что мотор, значит, ходить, палатка, значит, жить. Ну, все как-то в этом расчете. Как пришел к тому заняться своим видео, дневником на ютубе. Пришел, ребята, очень просто. Просто снимал как бы для друзей маленькие ролики. Появились телефоны с камерами, такие еще слабые, вот эти, знаете. И просто снимал там, вон там Пашка возле костра пьяный спит, там Мишаня там какого-то езя тащит. И просто вот эти моменты снимал. И потом, когда приезжал, что там пацаны поймали? Да вон поймали. И показывал уже своим друзьям. А потом что-то в телефоне такая программа была, можно было эти файлы соединить. Я что-то в телефоне соединил, уже не показывал по 15-20 секунд, а показывал уже 3 минуты, и они уже все соединены, как ролик получился. И так прикольно было, что-то всем нравилось, и мне так что-то затянуло. А на YouTube был подписан, там рыбалку какую-то смотрел, и просто так по приколу создал свой канал и начал заливать вот эти всякие ролики туда. Раз, два, а потом что-то так все затянуло, я начал снимать больше и соединять больше, уже мне там не 3 минуты получалось, а 10 минут получалось. И заливал, и так чисто для себя, ничего не думал, что я этим буду прям плотно заниматься. А потом что-то раз, два, три, какой-то ролик, там уже мне такие ролики пошли, там и какие-то подписчики пошли, там 30-40 подписчиков, помню, было. Там 1000 уже как-то набралось, я помню, нифига себе, думаю, блин, уже эта аудитория здоровая. А потом какой-то из роликов ребята просто набирают 1 000 000 просмотров и подписываются 8000 человек сразу. И мне уже сказали, Андрюха, все, жги, давай, ждем ролики, ждем. И вот с этим расчетом, ребят. Короче, ролик про налима, сделал вот этот все момент. Прошу прощения, ребят, опять ничего не читаю. Знюха, Андрюха, ты просто класс. Роман Мастерчук. Спасибо, пацаны. Андрюха, с днем рождения. Таежного здоровья, фарта. Преуспевания во всем. Крепкого рукопожатия из Брянска. Спасибо, Александр. Очень приятно. Привет, брат. Карелец смотрит. Успехов во всем. Береги себя, своих близких. С днем рождения. Спасибо, пацаны. Тихая охота будет. Обязательно, ребята, будет. В прошлом году, кто не смотрел, просто разрыв был мозга. Белых грибов было. У нас уже был какой-то выход районами. Я катался на разведку, ребята. У себя грибов не нашел. А так районами кто-то фотографии выкладывал, что что-то выходило. Были дожди, потому что комары, блин, жрут. Так что тихая охота будет, ребята. Это моя вообще тоже любимая. Не то, что как бы там собирать. Я люблю их собирать, искать, ребята. Это просто мои вещи. Какие планы на лето, Андрюх? Алексей Орлов. Вот эти хорошие комментарии такие. Планы, ребят, планы на лето. Заняться гайдингом. Планы на лето. Приглашать людей в гости.
возить людей, делать им приятное, катать их, возить, показывать. Вот такие планы на лето, ребят, если все получится. Короче, не знаю, ребят, вот что-то такого расчета. Ну, у меня есть момент с проживанием. У меня есть все, ребята, лодка, палатка, печки, раскладушки. Олег дал добро с избой, но, ребят, нет момент с проживанием. У мамы я в доме не могу разместить там 2-3 человек, потому что дом, квартирка маленькая. Ну и у себя тоже, у меня квартирка маленькая, ну, плюс девчонки, как бы я не могу разместить людей. Опять же, кому-то надо приехать помыться, отдохнуть с дороги, поехать на рыбалку, и опять же приехать с рыбалки, отдохнуть, помыться и поехать, допустим, правильно? Вот это у меня, ребят, пока не получается. Просто супер, видос огонь, надо еще видосы. Стараюсь, брат, каждые 2 дня, в принципе, выходят видосы. Андрюха, ты не охотник? Нет, ребят, я не охотник, хотя я все детство проходил с ружьем. Понятно, с каким, ребята. Все тонкости знаю, ловушки, петли могу все поставить, но как начал заниматься вот этим, можно было все это легализовать, но как самооборона не подходит, потому что все это по сезону, весна, осень, лето, допустим, там, я не могу просто ружье с собой вести в лодке, меня за это даже просто оштрафуют, да, допустим. А в плане дичи дома никто как будто не ест. Если рыбу мы кушаем, то дома как будто бы не есть. Ради удовольствия я не хочу, ребята, стрелять, что-то там такое. Ну, не знаю, возможно. Надо строить барак. Да, ребят, я уже думал в деревню взять старенький какой-то дом, приобрести там, сделать какой-то минимальский ремонт там, ну, типа как охотничий домик, ребята, чтобы там пацаны приезжали, и это тоже как свой экшен будет. Но это были все в планах, вот эти планы рухнули, ребята, когда все это закрылось. Ну, сами понимаете о чем. Палатка огонь, Дрюня вперед. Спасибо, Роман. Я тоже обожаю тихую охоту, но бесит лесные блохи. Лесные блохи. Есть такое, тоже есть такое. Ты молодец, Николай, спасибо. Какой ценник на гриб? Ребята, у нас грибы, есть райончик такой, который славится, и там прям люди по сезону, понимаете, семьями зарабатывают на снегоходы, чтобы вы понимали. Вот так грибы собирают у нас бывает. Я, слушай, не помню, даже не знаю даже сейчас какой ценник, сколько там. Ну, 2-3 сорта там получается. Первый сорт, сами понимаете, второй сорт, третий сорт. Я завтра в 5 утра на рыбалку еду. Я завтра в 6 утра на рыбалку еду. Удачи тебе, Аллея. А если к тебе приехать осенью на охоту? Именно на охоту, ну, если по боровой дичи, то, конечно, рябчики, глухари, что-нибудь можно придумать. Но я не охотник, я не охотник. Как вы там с комарами боретесь? Да вот так постоянно, ребята, вот такая штука. Это вот если что-то так. А так, что как боремся? Дома постоянно вот эти рифтамиды включены. Комары жрут нас. Мостик огонь. Тоже такой хочу. Что за мостик? Какие планы на технику для рыбалки, для быта? Ну, техника, в принципе, все. Лодку в этом сезоне взял новую. Мотор остается. Мотовездеход у меня с прошлого года. Катаюсь, доволен. Прям вообще четко. В планах, ребята, есть у меня новая лодка в прошлом году, которую, помните, приобретена была, там, Тритон 310. К нему взять моторчик, это для сплавов. В этом году хочу возобновить сплавы. Раньше я часто этим занимался. Хочу возобновить сплавы. И чтобы, как бы, если кто-то приехал, чтобы тоже была лодка, мало ли какая-нибудь, и чтобы тоже была на связи. Так, Оренбург, река Урал. Завтра еду леща искать. Круто. А что с твоими магазинами для рыбалки? Может, где-то пропустил я. Да, я уже говорю, ребята, осенью я его закрыл. Блин, ребят, короче, прошу прощения. Короче, ну, не могу я так быстро все читать. Из Питера привет, Алексей, с днем рождения. Спасибо. Добрый день, Андрюха, дружище, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья. Мы счастливы вместе с семейной жизнью. Спасибо. Андрюха, с днем рождения тебя, дружище. Вопрос, не надоело с бородой жить? Да не, ребят, привык на самом деле. Не чешется, не мешает мне ничего. Ну, надо базара ноль постригать ее. Вот видите, уже здесь усы, вот это надо все сбривать, красиво держать.
Ну, никакой не барбершоп, конечно, у нас такого здесь нету, все сам делаю, но в принципе нормально, мне нравится. С Менрелем ты как, тихо, Тоха? Вот через пару дней приезжает на связи. Саня, мы на связи. С днем рождения, всего наилучшего. Где Илюха? С Илюхой не общаюсь 1,5 года, ребята, уже. Илюха, рождения тебе твоего. О, Серега, привет, родной, привет, привет, спасибо. Расскажи про ловушки Миноги. Про ловушки Миноги, ребят, не расскажу, потому что запрет, Олег сказал, не надо рассказывать, показывать. Какие-то должны быть не то, что для вас, как бы кто-то из другого города, области, но многие местные смотрят, ребята, и как бы здесь как-то сами потихоньку. Илюха, а ты где работаешь на постоянке? На постоянке, ребята, я работаю в интернете, запчасти туда-сюда. Что-то работал на Ютубе. Но сейчас уже все. Сейчас уже края, ребята. Что-то будем думать, скорее всего. Потому что, ну, я не знаю. На постоянке у нас был свой магазин, который осенью мы, ребят, закрыли с Ларисой. Вот и все. В Казань приезжай. Дамир пишет. Илюха, с днем рождения, видосы классные, смотрю постоянно. Спасибо. Блин, хочу в Карелию съездить на Хариуса. Не знаю, что Хариус в Карелии там славится. Знаю, что много озер, щука, окунь там, конечно, есть. А вот по Хариусу не знаю. Но там есть, конечно, своя речка там у них, возможно. За Хариусом, ребята, лучше съездить, конечно, не в Карелию. Андрей, дружище, когда будет семейная рыбалка? Семейная рыбалка была, ребята катались. Видос, скорее всего, сделаю. Будет. На Аку не хочешь приехать? Сергей пишет. Блин, на Аку тоже, ребята, конечно. Да вообще охоты много куда съездить, ребята. Много куда съездить. Привет. Блин. Андрюха, все тебе самое наилучшее. Здоровья тебе, всем твоим близким, процветания твоим каналом. Со СВО привет, пацаны пишут. Привет, пацанам. Дмитрий Геннадьевич. Минус Краснодаре, край езжай. Так, с днем рождения, дружище Андрей. Я всегда обещаю приехать, но не приезжаю, но я обязательно приеду. Ну да, брат, как-то так. С днем рождения тебя, братское сердце. Бокал пену за тебя с Оренбурга. Давай, брат, чокнемся. Я такая же уйня. Сними видео, как рыбу вялишь. Блин, много раз тебе это показывал вроде. Но это старые ролики, наверное. Не знаю, будет кому-то это интересно, неинтересно. Ну, сейчас, если с Олегом съездим, если что-то подловим, езей как раз можно, ребят, завялить. Но опять же, видите, уже мухи пошли, потеплело. Так что вот, как бы, я не знаю, вот. Ну, что-нибудь, может, покажу, ребят. На каких условиях, чтобы к тебе приехать? А вот не знаю, ребят, обсудим, все обсудим, как бы. Понятно, что там не какие-то там бешеные ценники будут, но понятно, что какую-то сумму будем брать, потому что если вы приедете, то как бы все от нас. Олег сказал, если ко мне, то, пожалуйста, приезжайте. Если тут у меня палатки, то все, приезжайте. Просто приедете, ребята, трусы, носки и погнали. Алексей Алексеевич С. 300 рублей перевел. Спасибо, Алексей. Что ты в этом году на нюху не масштабно отмечаешь? Да, ребята, ну я говорю, видите, кто-то, наверное, смотрел. Это было 2 года назад, ребят, чтобы вы понимали. 30 лет юбилей. А так, в принципе, в планах не было отмечать. И вот сегодня с вами. Еще раз, ребят, на 100 тысяч хотел показать. Будем разыгрывать и холод, диппер. Дорогущая зараза. Так что, друзья, мне кажется, надо будет пободаться. Буду разыгрывать, ребята, я его в группе ВКонтакте у себя. Потому что в Ютубе я не вывезу, столько комментариев не смогу. Будем, как мне кажется, выложить свой трофей, фотографию. И туда наматывать лайки, кто как может. Всех родственников подключать. У кого всех больше, ребят, тот и заберет. Вот и все. Сделаем просто красиво. Потому что на Ютубе, ребят, я не смогу там это все сделать. Можно рандомным образом сделать. Но это как-то скучно. Нажал кнопку, это все выбрало. Никакой борьбы не было. Просто написали человек и выиграл. Может даже просто который написал. А тут прям хочу, чтобы была борьба. Это старость, братан. Есть такое дело. С днем рождения, дружище, еще раз тебя. Это я, Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, привет. Дрюня, кто
за тобой заедет. За мной заедет Женя. Вова не едет, Женя заезжает, и мы едем до Олега к нему, и потом, получается, там уже на 2 лодках погнали. Нюхать я всех тебе ни хвоста ни шею. Продвижение канала. Привет из Североморска. Спасибо, пацаны. Спасибо. Так, ну что мы там, уже часика 2 настримим, ребят, да? Давайте, наверное, будем завершать. Что, еще, наверное, минут 15, друзья, и будем, наверное, завязывать. Спасибо, пацаны, что поддержали. Спасибо за донаты, конечно. Очень приятно. Блин, вообще. Спасибо, пацаны. Так, Дрюня, 3 пленного за тебя допиваю с днем рождения. Пленного. Я понял тебя, пенного, да? Ну, давай, брат, я тебя тоже поддержу. На сколько дней поедешь? Сергей спрашивает. На 3 дня, ребята, еду. Чтобы вы понимали, ребята, для меня сейчас рыбалка, сутки это вообще не рыбалка. Это я уже по себе знаю, я выезжаю как минимум на 2 ночи, ребята, как максимум на 4. Но самый кайф это 3. Вот самый четко. Не устаешь и, в принципе, хватает. Потому что на сутки, ну, это только заехать, это расставляться, это выставлять снасти и, грубо говоря, переночевать, и на следующий день тебе надо собираться. Но это вообще ни о чем. Так что 3 суток, друзья, это самый вот такой огонь. Было 8 дней, 5 дней. 8 дней, ребят, много устаешь. 5 дней, в принципе, нормально. Но опять же тоже, какая погода, крепит, не крепит, дожди. Ну, на избе, понятное дело, что ты живешь, как бы ты высыпаешься, отдыхаешь там. А в палатке, допустим, ну, зимой столько не поживешь, потому что там надо кочегарить печку, морозы, отдалбливать лунки, там свои, конечно, условия. На 3-то мало у Олега на кордоне. Ну, ребят, как получается. Там тоже как бы надо понимать, что не все свободны. Надо дома тоже и дела, и как бы вот как-то так. Как-то так. А там у Олега, ребят, я бы за неделю зажил. Говорю прям. И там жить спокойно можно, просто вот так. Спокойно рыбачить, жить, кайфовать. Да там просто можно просто жить. Неделю вообще проживешь спокойно, ребята. Блин, генераторы, сами понимаете, холодильники, плита газовая, телевизор. Ну, охота наоборот от этого уехать, да, и пожить в тишине. Ну, тоже прикольно, конечно, в лесу. Привет из Минска, Андрей. Тезка, привет. Архангельск на связи. Архангельску привет. Трюня, дружище, смотрю тебя с создания этого канала. Нюха, тебе, здоровья тебе. Стану, да, как тебя ролика пусть. Опять ушел комментарий, не дочитал нафиг. С Казахстана с днем рождения. Спасибо, пацаны. Я бы на целую осень туда ехал. Да, конечно, пацаны, я говорю, прям вообще можно. Можно просто прям вообще. На самом деле, как будто бы, да. А время, ребят, на самом деле летит. Встаешь в 6, в 7. Ну, обычно так встаешь. Ложишься там в 12 даже. Ну, спишь там 4-5 часов. В 6 часов встаешь, пока завтрак, туда-сюда, пока раскачали, смотришь, там уже 7-8. Погнали там снасти, тряханули там туда-сюда, там, к обеду уже. Приехали пообедать, что-то какие-то дела поделать, смотришь уже вечер, ребята. А там уже смотришь уже ближе к ночи. Время летит, ребята, на самом деле, очень быстро. Я там прям не успеваю. Нюха с Воронежа, спасибо. Привет из Могилева. Пацанам привет. Черемушу не собираешь? Черемшу не собираешь или нет? Черемши, ребята, у нас не растет. Чтобы вы понимали, ребята, у нас не Сибирь, у нас север. Север и Сибирь это совсем разные вещи. Самое интересное в роликах это прием пищи с застолья. Вот кому-то это нравится. Многие пишут, опять жрут, опять пьют. Хотя, ребят, по поводу выпивки, на самом деле там, блин. Ну, вечером мы можем сесть там, расслабиться за столом, там, на четверых, там, бутылочку, там, максимум. А так, как бы, ну, всегда встаем, завтракаем, как бы, все нормально. Там, никто же там не пьяный, я не знаю. Ну, вы, наверное, просто не ездили в такие моменты, в такую... Каждый рыбак, я не знаю, берут какую-то бутылочку с собой по-любому, или на старюхе.
Сколько времени сейчас у вас? Алмаз пишет. У нас Алмаз московское время. Раньше была разница, потом почему-то поменяли и стало московское. Андрей, привет. Алексей, Александр, привет. Все правильно, рыбалка без самогона. Ну, понятное дело. Все, говорю, ребят, затариваются так для настроения. Что-то там выпить, закусить там. Ну, рыбалка не в том заключается, чтобы таскать рыбу, там, мешками добывать ее, там, рыба. Сейчас уже не та рыбалка, ребята. Сейчас больше отдохнуть, пообщаться, например. Это же, понимаете, когда мужик, ребята, вот, ну, у меня очень много рыбалок, понятно. И мне как бы э, немножко проще. Когда человек там работает неделю, у него ждет выходные эти, прям ждет, не дождется, там, вырваться и пообщаться с друзьями, это, ну, как знаете, рыбаки, ребята, это как мои большие дядьки. Я их называю дядьки, дети с большими письками, вот так. Они там рассказывают свои игрушки, что кто-то новый взял фидер, там еще что-то. Ну вот это же вот это, ребята, понимаете? Это не отнять ни у кого. Это нормально. Так, Алексей, вот привет из Тулы, с днем рождения. Спасибо, родной. Он так прям рядом написал, чтобы я все заметил. Спасибо, брат, от души. Спасибо, говоришь, с Тулы с днем рождения. Все, Тули, привет, пряники вкусные, тульские. С днем рождения. Сочи, поздравляю тебя. Сочи, привет. Какая температура у вас, ребята? Ребят, 15%, короче. Аккумулятор у меня, так что давайте еще минут 10 и завязываем. Ижекс. Блин, столько поздравлений, ребят. Спасибо большое. Давайте, наверное, итоги будем подводить. Спасибо. Не знаю, чаще выходить на стрим, вот так, посидеть, пообщаться, поговорить, какие-то новости рассказать. Или не делать этого. Дрюня с семьей не думал, с кордон съездил. Четкий. Вот Женя там, привет, Сыктывкара. Жень, привет, Женек. Четкий комментарий, ребята. Юрьевну туда хочу отвезти. Просто хочу ее отвезти, показать, что палатки круто. Ну, еще может быть и круче, короче. Потому что она в таких избах не было. Я ее возил по всем, ребята, этим, чтобы вы понимали, этим гадюшникам. Она брезгала, мы там постельное белье брали, я там все эти матрасы там убирал, выкидывал банки, мы там просто убирались в каждой избе. Завозили посуду свою, клеенки, понимаете? А здесь просто, ну, Андрюха, насади зарядку. Нету, братан, зарядки с собой. Хотел уже пауэрбанк взять, дурачок, и не взял. Выходи, брат, чаще в ноль. И в такую избу, мне кажется, Юрина будет сама в восторге. Она там просто может сама расслабиться реально, потому что я бывает тоже ее немножко напрягаю, как бы видно, что ей как бы зимой она после рыбалки болеет у меня постоянно, блин, я где-то ее провезу там на мотособаке, блядь, болеет, я говорю, она говорит, блин, твои рыбалки, говорит мне, выходи почаще стрим. Андрюха, вы в ВВ служил? ВВ во внутренних войсках ты хотел спросить или просто служил? Не помню, не понял. О, нифига, сколько фейерверков. Спасибо, пацаны. Говорю, красава, Олегу респект будет, если супруга с дочерью там побыла. Да, я, ребят, хочу, по-любому отвезу, летом отвезу. Олег сказал, Андрюха, вот просто бери, можешь даже, говорит, просто лодку с собой не тащить, приезжаешь на машине, берешь мотор свой, я тебе даю лодку, у него еще есть лодка Казанка, цепляй мотор, на прицепе я вас слепану и вперед, все. Он мне там уже все показал, все, живи, все пляжи я знаю, где можно там где-то порыбачить, да и там просто можно просто отдохнуть. И все, говорит, живи, приедешь также обратно, я тебе все вывезу, все нормально. Плюс 27 в Сочи. Круто. Ну, у нас, в принципе, сегодня тоже 24, у нас тоже тепло. С днем рождения, брат, Краснодар, спасибо. Так, привет из Германии, привет. Так, Дрюнь. Видосы просто класс, жду новых с нетерпением. Спасибо, Рома, спасибо. Привет из Занули. Занули это Коми, это наши пацаны. Алексей Миллер пишет, привет из Минска, с днюха тебе, братан. Максим Жук, спасибо, Максим. Давайте, братцы, спасибо, что были на стриме, на связи. Постараюсь сделать чаще, как-нибудь будем выходить. Возможно, если какие-то будут места
со связью. Ну, их, конечно, очень редко, когда выезжаешь и есть интернет. Но буду делать стримы с палаток, с походов, прям, грубо говоря. Сергей, позвоню после стрима. Давай. Дети наши все, отвезу супруга с дочкой на кордон. 100%. 100%. Дети наши все. И, возможно, где-то будем прям, ну, во время событий делать стримы. Это, мне кажется, очень интересно будет. Олега тезка, сделай дело. Не понял? Обнял, приподнял, покружил, на место поставил, заплакал. И нажал до хруста еще, брат. Запомни, еще до хруста. Привет из Смоленской области. Смоленской области привет. А и приезжай в гости в Никольская, Пензенская область. Блин, я говорю, ребят, столько можно куда съездить. Это вообще труба. Это вообще труба. Когда никоим кроме не планируешь в гости? В этом году, ребят, нет. В этом году не поеду точно. 200 человек погнали до сотни. Догоним с подписчиком Надюху с днем рождения. Спасибо, братан. Там не 200, там 140 уже. Там 140 уже, родной. Просто не показывают вот это. Я тоже думал, что на день рождения будет, но нифига. Ну ладно, ребят. Два подарка тоже много. С Нюхой. Всех благ, привет из Кирова. Кирову привет. ВКонтакте тоже, ребят, поздравления. Было на 15 часов было 1600 комментариев. Ну, поздравления, сообщений. Представляете, ребят? 1600. Это просто жесть. Вообще. Обязательно видим, там будет до хруста. Ты, по-моему, был у Геннадия или он у тебя? Я был у Гены, ребята, летом и зимой. Там есть большие фильмы, прям можете зайти в раздел плейлисты и найти фильмы. И там вот, ребята, прям по 8 часов есть фильм летний, когда был у Гены, там есть, ребята, есть. Так что зайдите, посмотрите, прям большие фильмы есть. Есть по частям, а есть большие фильмы. Кстати, многие против, когда я после каких-то серий делаю полноценный фильм. Типа, зачем выкладываешь, это же уже было. Ну, видите, ребята, что это же полноценный фильм, как бы, и для многих это потом просто будет интересно потом. Если вы смотрели все части, зачем не заходите, не смотрите. Это делается чисто как бы так, нормально, для себя. Блин, комарё, ребята, начало жрать, потому что время уже к вечеру, и комары просто атакуют. Братан, все, на Печорок, Саня, уставил, собираешься в гости приехать? Будем и устаючи. В этом году к Русе к Щемякину поеду. На секретную речку. Там, ребята, оторвемся у Руслана. Ну, как бы по планам, как мы с ним договаривались, как будто должно все в силе быть. Андрюха, как Леха, как собака, Борисов, Алексей пишет. Звонил и заезжал, не было дома, звонил пьяный. Что-то, не знаю, что-то он все с день рождения как на стакан сел, так и все пьет. Хотел собаку тоже посмотреть, так и не смог его увидеть. Ездил за грибами сейчас, как раз в ту сторону. Большой привет с Воронежа, Евгений. Воронежу привет. Речка Уруси топ. Не то слово, там, да, там есть рыбы, ребята, рыбы там как грязи, поверьте. Там, вот хотя вот мы живем в одной республике, и смотрите, какая рыбалка там, какая рыбалка здесь у меня, видите, разница 1000 километров. У меня рыбалки просто, ребят, вообще, ну, никакой не стало. Рыбы просто нету. Просто рыбы нету. Так что 3 семерочки как себя ведет. Четко, четко. Сейчас будет ролик, ребята, в понедельник. Там как раз покажу эту семерочку. Где служил срочку? Город Егорьев 6, связь. Год служил, 11-12 год. Сержант, если чтобы понимали, ребята. До сержанта дослужился. Ну, я как бы этим не горжусь, просто за год как будто бы это тоже много. Люди 2 года раньше служили, 1,5. Ну, я как бы не выбирал, пошел как нужно было, все. Карелана, пожалуйста, привет. Привет, Андрюха. Мучиринска, фига себе. С русским это будет долгожданная серия.
Товарищи в баню строят сейчас, на кордоне сейчас с бандой. Да, есть такое. Саня звонил сегодня, поздравлял с днем рождения, ребят. Товарищ сержант, ну да, есть такое, ребят. Ну, так. Отслужил, как бы, пролетел год, как бы, там, ничего такого. Нормально все, никто там косит, откасывает. Нет, это нормально, ребята, я, в принципе, вообще не жалею. Нормально там из пацанов, там, мужиков сделали. Просто, ну, я так попал там, что я просто наблюдал пацанов, что даже не знают лопату, как в руках держать. Думаю, ну, ё-моё, это вообще беда, конечно. Пенза с тобой. Республика Коми на связи. Все, братцы, короче, жирают. У меня батарейка садится. Спасибо, ребята, давайте, что на стрим вышли. Постараюсь делать чаще. Спасибо, ребят, за донаты. Вот, кстати, кто-то на Тинькофф закинул. Анна К. Какой-то доллар, что ли, закинули. Спасибо, ребята, вообще в целом. Давайте, родные, спасибо. Я, в общем, спать, отдыхать. Утро рано подъем и, короче, в бой. Что-нибудь поснимаю интересного, попробуем. Выведу Олега на разговор, потому что вы говорили, что там кто-то, может, он тебе там эксплуатирует, там что-то еще. Заставлю Олега пообщаться на камеру. Пускай он расскажет вообще, как, что он об этом думает, что вообще он, ну, короче, что-нибудь поснимаю, ребят. Так что попробуем нельзя половить с ночевочкой, посидим прям там. Я должен там идти, будем ловить, ребята, на интересную наживку. Так что, мне кажется, все будет круто. А так, все, ребята, давайте здоровья всем крепкого. Мир вам, близким, на связи. Сами знаете, ребят, Дрюня с вами. Всегда рад всех видеть, рад всех слушать. Читаю каждый комментарий, ребят, не забывайте, не обижайтесь. Я отвечаю очень поздно. Ну, читаю каждый комментарий, ребята, так что все. Ссылки в описании под каждым роликом на ВК. За ВК, ребята, группу не забывайте, будем разыгрывать там. Так что подарочек хороший, дорогой. Мне кажется, пригодится каждому, и поплавочнику, и фидеристу, и кто на лодке. Давайте, братцы, спасибо за поддержку, спасибо за поздравления. Круто пообщался, прям вообще мне очень приятно, ребята. Ну, вы моя такая семья, так что давайте, спокойной ночи, ребята, всем здоровья. Выходите на рыбалку, ходите на природу с детьми, ребята, берите жен в охапку, всех в машину закидались и поехали. Не хочет, заставили, поехали. А потом там она скажет, да ну нафиг, раньше так можно было, что ли? Так нужно было. Все, братва, давайте. Ух, красота. Ролик оставлю вот этот, не буду удалять. Кто, может, посмотрит, почитает, ребят, будет интересно. Все, до понедельника, братцы. Все, давайте, родные. Всех обнял, приподнял, покружил на место, поставил до слез, до хруста. Все, ребят, я выхожу.